Так, ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, дуслар. Так, я в гостях. С нового места выхожу на эфир. Попробуем, давайте. О том, о чем вам с вами поговорим. Ну, тему эфира я не обозначил. Подписка и распространение. Будут люди здесь или нет, я не знаю. Здесь всего лишь 92 человека, короче говоря. Ну, подписчики. Это старые подписчики, и, может, новые недавно появились. Как-то так. Тот канал мне закрыли. Башкортостан 2024 закрыли мой канал. Поэтому сейчас я вот из ТикТока выйду и из Ютуба. Не знаю, я закинул везде объявление, но пока тихо. Пока тишина. С ТикТока тоже выйдем. Ну, поговорим что-нибудь о чем-нибудь. Впервые не в коридоре, в комнате. В тот раз, помните, в комнате тоже один раз делал. Потом сосед пришел. А сейчас я в гостях, как бы такого не будет. Так, ТикТок. И это сейчас врубим все каналы. То, что есть, то, что нет. Но сегодня максимально как бы буду распространением заниматься, так сказать. Вот. Просто мне закрыли этот канал, в котором я последний раз выходил с вами на эфир. Ну, последние новости почитаем в Куштау-Байрам. И так еще что-нибудь послушаем. Может быть, что происходит вообще в мире. Ну, как и кто-то говорит, куда-то делся, кто-то, вот сейчас мы только что слушали, этот иранский чокнутый президент, или там кто его, их не мулла, короче, куда-то делся, 25 дней его нету, говорят. Вот. Непонятно. Так, почитаем мы с вами новости. Ну, само собой, эфир у нас о развале России. Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Ичкерия, вот эти все наши регионы, само собой, мы к этому и идем. Ой, я чуть-чуть хоть туда-сюда поверну экраны, как-то я не настроил пока еще. Ну, как говорится, в хате, так сказать, мы в хате. Вот. Вроде бы чуть-чуть я на коробочку поставил. Так пусть. Так. О, машаллах. 21 человек. О, нифига себе, откуда такие люди? Свои, наши. Вот. Вот как раз таки вот что-то вот давайте начнем с этого, а потом уже дальше продолжим о мире. В тот день я делал эфир, но сколько мог, столько сделал. Не обо всем, нереально обо всем поговорить. Разные темы, разные эти. Ну, тут еще дойдем до всяких придурков, которые опять говорили, типа, как это, вместе с Соловьевым, кто там вылазил, блин, Михеев, что ли? Он говорил там насчет Узбекистана, там насчет Азии, там, что-то типа, блин, не слушают там рабы, короче говоря, блин, надо всех к ногтю, так сказать. Это и вроде бы и с Арменией вроде был отклик, короче говоря. Ну, короче, всем, не только там Азии, да, они говорят всем, там, Грузия, Армения, всем, короче, Михеев с Соловьевым. Считай, уже Соловьева как бы прижали за жопу,
Уже Михеева взяли, как говорится, так сказать, в придачу. А Михеев, помню, еще при мне также вел, блин. Вот как вот шли эти передачи, с тех пор они об этом говорили. Вот, допустим, когда эта чертовая передача началась, пусть будет это 2018 год. Он до него шел, эта передача. Просто я беру тот момент, когда я был в Москве, 2018, и вот туды-сюды 8 лет. И 8 лет этот Михеев каждый год, каждый день на этом эфире, черт вам, блин. Там плохая Америка, тут плохое все. И постоянно у них мысля такая, что, блин, теперь уже хотят всю Азию и всю Грузию и так далее к ногтю, так сказать. Непослушные к ногтю, короче. Вот, давайте вот с этого момента, вот здесь мне интересная тема попала сейчас, давайте с него начнем, а потом уже продолжим о геополитике. О необходимости создания настоящего Курултая в башкирском обществе. Когда в 1917 году рухнула империя, а в ее бывшей столице сражались за власть новые правительства, один народ на Южном Урале уже знал, что делать. Осенью на всебашкирском Курултае башкиры не стали искать, какой из сторон примкнуть. Вместо этого они заявили о себе как о третьей силе и провозгласили свою национальную автономию Башкурдистан. Ключом к этому решению стал Курултай, древний институт прямой демократии. Его решение обязательное для всех родов, превратили разрозненные племена в единый политический организм. Это сразу же дало два главных преимущества – легитимность и дисциплину. Быстро создав свое правительство, администрацию и, что важнее всего, армию, организованную по родовому принципу. С этого момента они заняли принципиальную позицию, выраженную в главном девизе «Мы не белые, мы не красные, мы башкиры». Для них белые и красные были не выбором, а обстоятельством. Цель была ясна – сохранить, отстоять свое, уже созданное государственное образование. Поэтому их политика в гражданской войне была не лавированием от безысходности, а прагматичным курсом, где обе воюющие стороны рассматривали лишь как инструмент для достижения своей цели. Они заключали временное соглашение то с одними, то с другими, всегда ставя во главу интересы Башкортостана. Сила была в этой принципиальной позиции. Именно она сделала их не простой очередной стороной в конфликте, а самостоятельным игроком, с которым приходилось считаться. 20 марта 1919 года они заставили считаться собой окончательно подписать соглашение Центральной советской власти, а с башкирским правительством соглашение Центральной советской власти с башкирским правительством. Это был не акт милости или признания сверхдержавы, а логичный итог последовательной политики. К тому времени башкирская армия была реальной силой, а правительство единственным легитимным органом власти на своей территории. Договориться с ними было не жестом доброй воли из Москвы, а практической необходимостью. Таким образом, успех башкирского народа — это не история о том, как слабые выбросили автономию у сильных, это история о том, как внутренняя организация и четкая национальная идея позволили народу стать самостоятельной силой в хаосе. Они не просили разрешения на свое государство, они его построили, а подписанное соглашение стало не началом их пути, а его дипломатическим подтверждением. Их республика родилась не в московских кабинетах в 1919, да? А на степных Курултаях 2 годами ранее. В этом кроется ключевое отличие от других народов. Сейчас дальше тут очень длинные. Добавлю свою. Ассаламу алейкум. Фазилат. Добавлю свое. Как? Ну вот в данный момент, как Аль-Шара взял, как говорится, свою Сирию в свои руки. Вот как араб, который родился, наверное, уж там, или, я не знаю, ну, суть. Араб взял свою как говорится, землю. Выдернул свою землю от всяких игиловцев, всякие вот эти сектантов, от всяких шушеры и самое главное от Асада, этого ебучего, это гастролера, блядь, который уехал в Москву. Поэтому мы то же самое, как говорится, сейчас должны совершить. Вот видите, на в том эфире я сделал эфир, у меня бабахнули, короче, канал насчет ПАСЕ. После этого что-то произошло, не знаю что, но меня закрыли YouTube в данный момент. Поэтому как бы прошу всех, кто есть, кто увидит этот, подписывайтесь и распространяйте, если не трудно. И вот в итоге получается, да, нас
башкиртов и татар даже в пассы не взяли. После этого вот как мы можем размышлять или что-то придумывать себе в голову о том, что мы что-то можем сделать? Что мы можем сделать? Можем мы сделать только то, что не навязываться в какую-то другую уже систему. Это, еще раз обозначаю, это какая система? Эрдогановская система, азеровская система, еще кого-нибудь там, турановская система. Не надо навязываться. Вас туда кто-нибудь звал? Нет. И не стоит туда навязываться. Навязываться нужно в свое. Вот мы создаем Курултай, вот же они же не навязывались. Почему они в те времена, в 1919 году, грубо говоря, в эти года, они почему-то не говорят о Турции, не говорят о том, Ататюрк там был как раз-таки этот уебок. Не говорят же об этом. Почему тишина об этом? Нигде я не слышал о том, что где-то там башкиры в 1900-х годах, последние, так сказать, вот эти формирования так, независимости, кто-то что-то говорил. Также и у чеченцев. У всех, все сами воевали, поймите, все сами воевали. Никто никому не помогал. И поэтому наша задача нехуй спрашивать. Как узбеки говорят, без гадок масмыз. Гадок это как бы мы не эти попрошайки, да, грубо говоря. Мы не эти бедные там, которые чтобы попрошайничали, понимаете. Наша это республика Башкортостан, богатая территория, богатая республика. Татарстан также, Дагестан, Ичкерия также. Нехер нам просить, что нам нужно просить. В пассе не попали, ну и не попали. Попал же один человек, чеченец, все, значит, он как бы, я думаю, порешает для всех, потому что один все равно, как говорится, всю Россию не вывести одному. Они уже один раз попробовали, и один раз сломали, как говорится, Москву, второй раз пытались, третий раз, короче говоря, и эта война, как говорится, и к чему привела. Все равно они внутри в данный момент. Поэтому, исходя от этого, один в поле не воин, поймите. Надо всем вместе долбить эту Москву. А чтобы всем вместе долбить эту чертову Москву, нам пассе не нужно. Пассе нам не нужно. Нам, вот поймите, вот почему Европа помогает Украине. Потому что Украина вот здесь боком с раком рядом вот здесь. Поэтому уже kütüyük yardım verirler. İlacı yok yardım beryapti. İlacı yok beryapti yardım. А şimdi у yordamı, вот это ихняя помощь, это, знаете как, ну вот, типа, нас, чтобы не ебнули, мы должны им помочь. Вот так, понимаете, блин? Но явно Башкортостан или Ичкерия или кому-нибудь, они не скажут. Они не скажут, что вот, надо помочь им, чтобы Москва нас не ебнула. Не будет же такого выражения? Ну, явно не будет такого выражения. Если оно было бы, оно и сейчас было бы. Они же сейчас 4 года не стреляют, блядь, с Украины в Москву. Почему не стреляют? Почему нету этого приказа? Поэтому мы должны зацикливаться в том, что нам никто не поможет. Поэтому нам ни ПАСЕ не надо, ни ООН надо, ни Америка не нужна, ничего не нужно, давайте сами. Я вам постоянно в своих эфирах говорю, у нас нет хозяев. Вот представьте, у вас нет хозяев. Нет хозяев. Вот эту, так сказать, слово, выражение мы должны использовать в своих, как говорится, так сказать, движениях. Это то же самое, как олга. Олга, на татар на башкиртка олга, казахка олга, это значит олга, это значит встали и пошли. Это код наш, понимаете, это код такое, секретное слово, олга. Понимаете, вот, допустим, кто-то в плен попал, и ты говоришь олга. Ага, все ясно, короче. Вали там, он поймет, сваливай или действуй, короче. Вот такое слово. А его, если переведут, допустим, даже враги переведут олга вперед, они даже переведут, вперед поймут. А на самом деле, может, обстановка там не вперед, а по обстановке это олга будет обозначать то дело, которое ты должен сделать. Понимаете, это такой шифр, блин, по идее, это слово олга. Понимаете, исходя от этого, значит, получается, я призываю именно сформулировать это слово таким образом, что наше действие, олга, это значит встать и разъебать Москву. Понимаете, вот смысл какой, понимаете? То, что там олга встали и пошли, это не только таком маленьком эквиваленте, да, а он должен быть обширно. Олга значит сформировать наше действие, прям конкретное действие, которое даст о себе знать, так сказать. Не надо там ни пассе, массе. Вот представьте, пассе.
там какой-то как он даже шифруется, блин, забыл, короче. Ну, короче, какая-то ассоциация, блин, та-та-та-та-та, короче, европейская хрень какая-то. И вот представьте, вот это, вместо этого слова используйте слово «алга». Вот и расшифруйте его как хотите. А, алга, короче. Вот это алга, как хотите, интерпретируйте под себя и действуйте под этим лозунгом. Это наш девиз должен быть, который будет, как говорится, кишилерне бастырага аякка. Біз бит қазір, грубо скажем, блин, туңқайған нәрсекеде тұрабыз бит енді, как говорится, положениеда. Надо нам уже встать на ноги. Тізден тұрға керек, тізленіп тұрабыз біз қазір. Ялынған кебек, понимаете? У нас аузына қарап тұрабыз. Когда же он, блин, нам этот кинет кость? Поэтому нам, как сказать, действовать надо как Аль-Шара. Вот как он Сирию забрал, вот эту тактику нам надо провести. Встать и раздолбать эту чертову Москву. Другого варианта нету. Другого вообще не ищите помощников. Не надо кого-то яланарға, сұрарға, блядь. Бізде жоқ біркімді. Біркімді жоқ. Мында даже я сижу, они мне туған түгел. Они мне туған түгел. Сижу из-за того, что у них есть закон. 56-го года, блин. НАТОвский, ООНский закон. Принятие беженцев с любой страны. Просто они так придумали сами. И вот и придумывают. Дальше, блин, помогают, типа. Ну, ихняя помощь, ну, как сказать, блин. 4 года ходишь туды-сюды, скитаешься. Ни документов, ни хрена, короче. Не можешь нормально работать, блин. Постоянно какой-то дебилизм. Ну, легче же свое государство построить. Нахрена нам ходить вот здесь по чужим странам, клянчить чего-то там, блин. Хату там, вот эту, блин. То все, блин, жрачку там, чтобы не сдохнуть, блин. Вот так, блин. Ну, это же не дело, блин. Дело это когда, блядь, когда у тебя государство, и ты в государстве работаешь кем-то, и государство тебя, получается, содержит, твое государство, ты платишь налоги, ты его содержишь, рука руку моет. Вот это вот государство. Кстати, вот здесь в Европе так и живут люди. Нормальный местный народ так и живет. Платят налоги, работают, зарабатывают огромные деньги, платят огромные налоги, но остаются и шикуют. Ни хрена нету такого, чтобы вот здесь, вот придет сейчас война, вот прикиньте сюда, да, ведь, давайте вот чуть-чуть отойдем от темы, сейчас дальше потом читать будем. Придет в Европу война. Видели же в тот раз, 17 человек отправили, блядь, в Гренландию. 17 человек отправили, это придурки европейцы, блин. Кто из них пойдет за деньги? Вот они зарабатывают в месяц 5 кусков, допустим. Ну, 3 пусть будет. Ну, вот эти 200-300 тысяч зарабатывают. Да они что, им миллион предложат? Вряд ли. Они не пойдут воевать. Этот народ не готов воевать. Вот этот европейский народ сейчас не готов воевать, блин, понимаете? Поэтому и они и держатся за Америку. Если Америки не будет, Европе пизда. Понимаете смысл какой? Этот европейский народ, он не готов сейчас воевать. Если сейчас Россия придет сюда вдруг, она Европу возьмет за никакие, блядь, нахуй. А вот как просто Европу за 3 дня возьмут, блядь. Почему? Почему? Обосную. Потому что внутри наши есть. Не из-за того, что русские, блядь, нахрен там. Потому что наши есть. Нашим, блядь, фас скажи, блядь, все сожрут, блядь. Поэтому я, исходя от этого, почему я говорю, чтобы мы должны идти на Москву? Почему? Потому что только мы, блядь, нахуй, үзебізнекілерні сігебіз. Вот это вы не можете понять. Другой никто наших не выебет, поймите. Даже те же украинцы не выебут наших. Вот это я уже в том году говорил, блядь. В Португалии, когда был, я говорил, блядь. Вам всегда я говорю это, как вспомнил на эфирах, я вам говорю. Хохлам говорил об этом. В интервью в Париже говорил даже, блядь. На интервью в Париже, у меня когда был допрос, в Париже я говорил, блядь. Поймите, я сказал. Война это нахуй с Украиной, блядь. Никогда не закончится победой, блядь. Никогда. Украина не победит наших. Это не русских. Вы не путайте наших и русских. Вы наших хуй согнете, блядь. Вот это вы должны понять. Поэтому, исходя от этого, тут говорят, вот сегодня, вчера умерло столько, умерло столько. Умерло почему? Умерло почему? Потому что рулит русня. Если бы, допустим, на этом месте рулили бы, допустим, мусульмане,
допустим, вам говорю, мусульмане куда-то напали бы, столько людей не умерло бы. Бисмилля, и когда мы говорим и ради Аллаха идем на джихад, мы на мясо не кидаем людей. Это полный идиотизм. Когда говорят, что вот мусульмане малым количеством, как говорится, взяли огромное количество. Вы же слышали, наверное, столько таких военных хадисов. У нас есть хадисы, которые, ну, как говорится, сказания, да, так сказать, от пророка Мухаммада саллаллаху и этого пайгамбара Бездан, и от Аллаха, от Корана исходят хадисы. И у нас есть конкретно достоверные войны, и которых сказано, что малое количество даже может дрючкануть любую Москву и любое место. Это наш девиз. То же самое, как Алга слово, но только в эквиваленте религии. Поэтому, исходя от этого, когда говорят, что Украина побеждает или что-то в этом роде, вы не думайте, что Украина победит. Нас она не победит. Вы вот это должны осознать. Нас она не победит никак. Почему? Потому что в наших, так сказать, когда, Орда идет, вот именно как они сами орки называют, вот наших, блядь, вот этих манкуртов. Почему орки, да? Почему Орда орки, блин? Потому что там русские это вот так, чуть-чуть, блядь. Вы не думаете, что дохуя русских умирает? Я вам скажу, блядь, дохуя наших умирает. Под мясо. Русские там чуть-чуть. Русские половина съебались, блядь, за границу. Поэтому, когда вы говорите, что русские дохнут, не надо, блядь, себя обманывать. Дохнут из Башкортостана, с Бурятии, с Татарстана, с Чечни, с Дагестана. Вот они дохнут. Вы не надо обманывать, что здесь русские дохнут. И русских вы путаете с Серзя Мокшей, марийцами, чувашами путаете, удмуртами. Даже буряты чертовые имена у них русские. Сашка-то, хуяшка, Машка, блядь. Имена у них, у бурят даже русские, блядь. У Саха тоже имена, хуй поймешь какие, русские тоже. Вася да Петя, блядь. Поэтому вы не путайте, блядь. Хотя по ебалу смотрите, кто они. Блядь. Облицовку хотя смотрите, верхнюю, блядь. Русских же вы точно отличите. Поэтому, когда думают, что Украина, как говорится, будет побеждать или что-то в этом роде, это пиздеж, я вам скажу. Это пиздеж. Если на проигрыш, если будет идти Путин сейчас на проигрыш, он пустит еще больше людей на мясо. Но выебет Украину. Вот это вы должны понимать. Он сдрючканет. Почему? Потому что внутри есть наши. Это кликанутые, ебанутые люди. Вы имейте в виду, блядь. Вот меня посмотрите, блядь, нахуй. Я вам говорю, уже 4 года, как я здесь, блядь, я вам долблю 3 года, что я на Москву готов пойти, блядь. Дайте оружие, я иду на Москву, блядь. Кто-нибудь из вас готов со мной идти на Москву, блядь? Я вам говорю же, мы ебанутые люди, нам похуй. Обидели нахуй, выебем, блядь, понимаете? Вот как у нас работает система в голове, блядь. У нас не работает оставить на потом, блядь. На потом мы уже вытерпели это, на потом уже наши предки терпели. Понимаете, мы не можем уже, блядь. Мне 40 лет, когда потом, блядь? Потом это уже, как говорится, суп с котом, блядь. Поэтому, туганлар, уянагас, максимально жиилых, блядь, максимально будем действовать уже самооборона, своя система, блядь, против узкожопых, блядь, против вот этих нацистов, блядь, русской общины, блядь. Все это надо этим заниматься, туганлар, блядь. Это внутри не делается. Внутри, еще раз повторюсь, и на том эфире говорил, внутри не надо делать. Как Габасов призывает вас какой-то хуйней заниматься, не надо хуйней заниматься внутри, блядь. Не надо. Только вы вылезти оттуда, подружиться, соединиться с нами, прийти к общему знаменателю. Может, у вас башка лучше будет по тактике работать, понимаете, блядь? Сформировать общее какое-то положение. Откуда бабки взять, откуда финансирование, откуда плацдарм взять. Вот этими делами надо заниматься. А не бегать, блядь, по пассе, блядь, где же нас примет эта Европа и услышит мир. И что она услышит? Что вот, вы вот, мне вот даже вот Айсенлар, блядь, вот объясните мне, вот мы на пассе не попали. Да, я сделал такой эфир, мы не попали. Ну, значит, блядь, Аллах Та'аля не хочет, но мы чтобы попали туда. Да, может так, давайте размышлять будем. Мы же все-таки мусульмане, да? И вот получается, значит, Аллах Та'аля закрывает одну дверь, открывает другую. Но тут другую дверь открыть
Ну, наверное, надо нам постараться чуть-чуть. Очко джим-джим не надо делать, дайма. Кутны қысып, ашып түгіл, қысып, келерге керек, жиылырға керек, нахуй. Қолға, блядь, автомат алырға керек. И Москваны дум қайтырып қайтырға керек. И все, здесь не надо что-то придумывать, блядь. Не надо строить какие-то замки, блядь, воздушные, блядь. Тут обычное дело. Идти воевать против Москвы. Москва ебет Украину, значит, враг. Все, мы не враги Украины. Вы это должны, блядь, конкретно осознавать. Украина сама сейчас, блядь, в таком захваченном состоянии. Захватили евреи. Вот недавно тоже вот грузил одну видосик, блядь. Ну, человек же, блядь, от души жрет нахуй, как ему даже написали. Хуль ты хотя бы перестань жевать, написал кто-то комментарий, блядь, читал я. Ну, жрет человек и рассказывает. И тут евреи, и там евреи. Всех ебут. А получается, значит, ебут-то кого, блядь? Не евреев же, блядь. Хохлы там, блядь, воюют. 600 тысяч умерло примерно, да? Пусть будет 600 тысяч людей умерло, а 1,2 миллиона дронов ебанули. Вместо людей, допустим, да? Спустили они 1,2 миллиона дронов. Да, конечно, там до хрена, наверное, дронов полетело уже в сторону России. Вообще имеется в виду, блядь. Не может быть, что когда в России 1,2 миллиона, сегодня уже озвучивают 1,8 миллиона, 2 миллиона, не может быть в Украине 600 только умерло. Понимаете? Когда идет такая ебанутая война, у кого-то больше, у кого-то меньше не может быть, блядь. Примерно чуть-чуть может быть меньше. Получается, значит, с Украины, может, умерло, если там уже 1,8 миллиона, значит, 1 миллион. Понимаете, вот примерно такой эквивалент должен быть, а не треть, блядь. Или вторая часть только. Понимаете, вот где-то вот так, я считаю, блядь, потому что Украина тоже, блядь, потеряла до хрена. Вы просто так не думайте, блядь. Если бы она бы не теряла бы, вот смотрите, логически вот так еще можно подумать. Допустим, она не теряла бы людей, сейчас мысль сделаю, короче, смотрите. Если бы она теряла бы людей, точнее, до хрена людей теряла бы, да ведь? Она бы не проебывала земли. Она, значит, получается, на самом деле теряла людей, и поэтому проебывала земли. А если бы она не теряла бы людей, земли бы оставались бы на том положении. Смысл, понимаете? Не может же быть, что, блядь, допустим, в армию пустили 800 тысяч людей. Из них 600 ёбнули, допустим, да? 600 ёбнули. И поэтому Россия зашла. А если 800 пустили и 200 только ёбнули, и 600 там, они бы ни на метр не двинулись бы. Это же логическая математика, блядь. Как ты можешь, блядь, прорвать оборону, если у тебя там стоит 600 тысяч, блядь, вооруженные, блядь? Ты всего защиту делаешь, блядь, блокада, да, такая защитная, и тебе идет Орда. Орда теряет почему-то 1,8 миллиона, а ты почему-то, блядь, нахуй теряешь только, блядь, 600. Это что-то логический ебанизм, блядь. Понимаете? Почему так делается, я считаю. Чтобы, блядь, если сейчас они скажут, блядь, европейцы, американцы, кто это, блядь, считает это хуйню, блядь, цифры, блядь, непонятно. Если скажут, блядь, что Украина проебала 1,8 миллиона, как и Россия, блядь, все сложат оружие. Хохлы сложат оружие, скажут, ебаный в рот, блядь, и все съебут. Так и так они съебались. 10 лямов ходят вот здесь, мне мозги ебут по всей Европе, блядь. И подумайте, блядь. Всего 40 лямов вроде бы их было, блядь. Из них 10 съебалось, 30 там. Из них, блядь, говорится, 600 умерло, блядь. Другие, блядь, надо же считать еще женщины, дети и вся, как говорится, дивизия, так сказать. Не только все мужики же, которые, блядь, пошли воевать. Поэтому, исходя от этого, получается, 1 миллион точно там тоже положили. Поэтому, блядь, до хрена территории заняла вот эта узкожопая Москва, блядь. Поэтому территории до хрена взяли. И исходя от этого, получается, с двух сторон, получается, евреи не могут поделить нахуй эти земли. И в то же время, блядь, делают такой спектакль, чтобы и с той стороны, и с этой разъебать народы наши. Понимаете смысл? Мы, получается, просто используем материал, блядь. Просто, блядь, нахуй. Мы это, как это... Гён, блин, как это по-татарски, блядь, по-русски, блядь. Навоз, блядь, ёпта, навоз, мы навоз, блядь. Орошительные поля, нахуй, блядь, Украины и России, блядь. Точнее, блядь, больше Украины, нахуй. Поорошали, блядь, нахуй. Мясцом, блядь, с костями. Как так?
Так, 8 человек и 10 в ТикТоке. Рахмат. Сейчас дочитаю. Возьмем курдов. Так, вот здесь, чтобы вспомнить. Их республика родилась не в московских кабинетах в 19 году, а на степных Курултаях 2 годами ранее. В этом кроется ключевое отличие от других народов. Возьмем курдов. Их племенная структура была не менее, а может и более развита, но она работала на разобщение. Одного племени не имело реальной власти над другим. Не существовало механизма, который заставил бы все разрозненные группы подчиниться единой воле ради общей цели. У башкир такой механизм был. Курултай и был и тем самым верховным арбитром, чьи решения оспаривать не приходилось. Он превращал разрозненные роды политическую монолитную силу, или пример народов Кавказа, которые с 1917-18 года создали Горскую республику. Казалось бы, у них были похожие институты, джамааты, советы, старейшин. Их погубила внутренняя конкурентная борьба между разными этносами, между религиозными течениями. Не нашлось того самого общего, беспристрастного и легитимного стола переговоров, который был снят или противоречие. Башкирского курултая, опирающего на вековые правила общения родов, такой стол представлял. Прислал в бот обратной связи какой-то. Ну, кто-то прислал. Окей, я себе тоже закину, чтобы для общего понимания. Теперь добавлю сюда свое. Вот здесь как раз-таки у нас не лучше происходит. Вот здесь чувак какой-то пишет, ну, как обычно, наверное, подписчик какой-то пишет. Я вам скажу такое. Почему у нас даже за границей ни хрена ничего не получается? Я вам в скольких эфирах сказал, давайте Габасова, Асина, Кашапова, всех соберем в одну группу. Будем проводить эфиры, общие эфиры. Чтобы там мы разговаривали на своих языках. Татар тілінде, білгендер, башқұрт тілінде. Өзіміздің тілде сөйлешуге керек. Өзімізгіне жиылырға тиіспіз онда. Не другими нациями. Другие нации там не нужны. Нам надо собраться самим сперва. Разобраться двумя вот этими башқұртами и татарами, двумя землями. Потому что наши земли, которые я вам говорю, огромные земли, которые мы должны захватить в дальнейшем, понимаете? Не те, которые вы сейчас в уме предполагаете Башкортостан с Татарстаном. Нет. Именно те, которые у нас когда-то отобрали. Все земли вернуть. То, что нам даже не принадлежит, их тоже взять. Выйти на море, Северное море выйти. До новой земли выйти. Новую землю тоже, как говорится, заебенить под себя. Все эти земли забрать под себя. Понимаете смысл какой? Чтобы мы бороздили моря, океаны. Мы делали флот свой морской. Чтобы у нас были моряки и так далее. Bizni qo'ldan keladi. Biz og'och ishini ishlagan kishilar. Kerak bo'lsa og'ochdan da quramiz, блядь, корабльlarni. Temirdan da quramiz, блядь. Butun narsani ishlay bilamiz. И если вспомнить, блядь, кто-то историю, тюрки, первый металл вытащили тюрки на свет вообще. Понимаете? Тюрки делали, блядь, стрелы. Тюрки делали, как говорится, по истории, блядь, копыта, так сказать, блядь, тога или дага, как это, блядь, от остан qodoqlaganlar. Temirchi bo'lganlar, короче говоря, bizning Qortataylar. Кстати, mening Qortatayimda temirchi. Этот, как это, temirchi по-русски, блин. Металлист, короче. Металлист, блин. Этот, металлист, короче, поняли. Ну вот, temirchi. Бля, перевести не могу, прикиньте, мысль сбежала, бля. Вот, кузнец, ёптакадынский. Кузнецом был он. И вот, что я хочу сказать. Поэтому наши земли не имеют цен. Наша земля не имеет цены. Вот под таким примерно девизом наше действие должно продвигаться. Для чего вы воюете? За землю. Понимаете, мы за землю воюем. А не за ресурсы там, не за что-то там, блин. Я вам еще раз, как где-то еще это говорил я вам. Мы должны воевать за землю. Вернуть свои истоки. Вернуть свою бытие, в которой вообще мы где-то там наши предки жили. За что они вообще умерли в свое время? Вы думаете, что, эти земли просто взяты? Да, эти земли, они просто, думаете, пришли? Конечно. Они тоже многими какими-то дебильными войнами воевали и создали себе эти земли. Не просто, блядь, Иван Грозный пришел и забрал эти земли, блин. До этого они эти земли строили, делали. И теперь нам стоит вернуть эти земли. Вернуть и все. Вот как раз на днях услышал такую хрень, как один говорит, то что я
Я не чувствую, говорит, блин, в Челябинске себя как у себя дома. Понимаете, нас, говорит, туда привезли. И это говорит узкожопый. Я охренел просто. Больно сильно что-то громко говорил, я услышал это. И он говорит, нас туда привезли, и я не чувствую, что я там хозяин этой земли. Он осознал, этот дебилоид осознал этого. Говорит, я не хозяин там. Я ненавижу эти места, говорит. Я ненавижу, что я там, грубо говоря, родился, говорит. Я ненавижу вот это Челябинск, говорит, представляете? Я охренел, бля. Ну, я хорошо, хоть память чуть-чуть есть, записал мозг, блин. И вот он, до хрена там человек общался, сидел тет-а-тет с кем-то. А я сидел, хуйней маялся, слушал, блядь. Если уж понимаешь, слушаешь, блин, да. И вот, и я охуел, блядь. Вроде бы, блядь, пацан такой, тихий-тихий, блядь, а в глубине, вот что у него, блядь, нахуй, узкожопых. Понимаете? Поэтому, исходя от этого, вы должны понимать, что узкожопые сами по себе трусы. Сами по себе они трусы. И когда у них появляется какой-то командир, и они думают, нахрен, блядь, этот командир все решает. Ну, типа решалы. Он порешает за нас, и как бы, а нам только вякнуть. И все, поддакивать. И таким образом, по его вот разговору я понял, что он в глубине души признает, что это не их земля. Когда, блядь, по Башкортостану ублюдки какие-то прошлись, Уфа, Русня там, или как они орали, блядь, русский мир там, наша земля, или как они орали, блядь, нахуй, что-то с нами Бог, или что-то, ходили по Уфе, блядь, эти отморозки какие-то, пару лет назад, если помните, блин. Вот то же самое, блядь. Это не их земля. Да, базара нет, они в течение там 100, 200, ну 500 добавите, блядь, с Ивана Грозного начнем. Ну 500 лет там они живут, блядь. 500 лет. А наши? А наши сколько живут, блядь? Со времен, блядь, сука, Аттилы наши земли, это, понимаете? Аттилы. Аттила, блядь. Со времен Аттилы это наши земли, блядь. Мы не из пизды там появились же, блядь. Не просто появились же мы там, блядь. Да, базара нет, мы тоже, может, откуда-то, оттуда, отсюда, как гумны, мунные, откуда-то микс приперлись. Но точно не в 2000-м вот этом календаре, в котором мы сейчас живем. Не 2000-е, блядь, у нас истории, поймите. Если Самарканд, Бухарана, история с больше 2000 историй там, блядь, лет, блядь. Кадым заманда бізге шунаqa иртаклар гапырышарды. Поэтому вы должны понимать, что наша история это не вчера. Не вчера, блядь, история наша, блядь. И узкожопых вообще в природе не было, блядь. В лаптях они ходили где-то там, блядь, на своих финно-угорских землях, блядь. Знать не знали, кто чё, блядь. Кто чё, кого, блядь. Занимались херней. Всякими рабами были. Короли, ханы у них были, какие-то холопы были всякие. Дичь вот это. Потом они как-то поняли. Ага, смотрят, что-то, блин, до хрена золото на наших краях. Алмазы на наших краях. До хрена, блядь, нефти. Вот, пошло-поехало, блядь. Этот, как говорится, нюх учуяли черти. Так, это я дочитал. Поэтому, туганлар, наша задача кровь из нос поднять дух наших, так сказать, родов, башкиртов и татар. Без туганлар. Біріншіден, без туганлар. Вот как Кавказда. Чеченлар и дагестанлар, хоть и они друг другу как бы не близки, но они тоже с Кавказа. Вот то же самое. И они тоже, как говорится, должны вот так. А, еще не договорил же. Вот, вспомнил, видите, у меня мысль отлетает, блин. Такой дебилизм у меня бывает в голове. Как раз таки, туганлар дегенда, Габбасовка, Айсинга, всем я сказал, вот передайте ему, им всем передайте, я сказал, 1000 раз. Я уже их, блядь, и ругаю, и что только не делаю, блядь. Никто не вылазит. Никто. Вы думаете, что сами поборете?
Вы сами поборете, думаете, да? Вот вы не хотите, получается, вот как раз же вот здесь я прочитал, даже вам, о том, что высокомерие и всякий вот этот кибер внутри и эго человека, навс, да, не дает сплотиться. Вы должны вот это понять. Каждому это касается, даже не им. Любой, кто захочет и вести диалог в этой форме, соединяйтесь, присоединяйтесь со мной, и мы будем, как говорится, с вами дружить и так далее, действовать вместе. Нас надо увеличивать, а не уменьшать. И ваши действия, которые... Вот сегодня чуть-чуть я посмотрел, не досмотрел, потому что у меня там сосед ебнутый, блядь. Тяжело смотреть с ним. Орет, блядь. Айсена опять смотрел. Ну вот нехуй делать, смотрю его, блядь. Потому что сидит, блядь, смотрю, блядь, 3 комментария у Айсена, блядь. У Айсена 3 комментария, но это пиздец смешно. Для кому он рассказывает, что он рассказывает, блядь. Знаете, я порой понимаю, что Айсен уже скучный, блядь, людям. Рассказывает про Америку, рассказывает что-то. Выходит он с Кутаевым, они начинают весь мир сживать, блядь. Ну нахуя? У нас проблем до хрена, блядь. Давайте, блядь, как-то скукожим, блядь, наши вот эти общения, да, так сказать, блядь, и совместим их, чтобы наше общение шло таким образом, что, допустим, мысли, вот, допустим, да, я же не могу строчить там, блядь, Айсен ведет эфир, я не могу же и под эфир туда писать. Он ответит мне, не ответит. Само собой, я же вам тоже не могу ответить до хрена, когда комментариев. Он так же самое. Поэтому я предлагаю Айсену, Габбасову, которые мысли у них остаются в воздухе, размышлять подобие нами. Подобие нами людьми надо размышлять, понимаете? А не просто терять свое время, сидеть гордым, не отвечать, высокомерие свое вот это. Зачем это надо? Зачем вот это нам надо сейчас? Потом, когда мы захватим эти наши земли, долбанем по Москве, блин, тогда хоть что делайте, блин. Хоть не общайтесь со мной, блин. Разницы нету, блин. Эшнек клык. Эшлерге киряк, туганлар, блядь. Не хуйней мается. А так ждать, блядь, ПАСЕ там, блядь, ООН так, когда нас пригласит, Вася, Петя, там еще кто-нибудь позовет, блядь. Да ничего не будет. Вы же видели, блядь, 10, блядь, тех анаконд, блядь, там вышло, блядь. Ходорковский чего стоит, блядь. И 10 ублюдков там, блядь, появилось, блядь. Почти все евреи. И кто-то из этих 5 каких-то, которые что-то в этом роде чуть похожи на Кутаева. Рядом не стояли, конечно. Кутаев кто? За этот Ичкерию он борется. Те-то кто вообще, блядь? Те кто, блядь? За что они борются? Ходорковский за что борется, блядь? За еврейский автономный округ, что ли, где там в Чите, блядь? Еврейского автономного округа вообще не будет в дальнейшем. Евреям земли нахуй не будет. Вон, у них Израиль. Пиздуйте туда, блядь. Вы же прогнали, получается, палестинцев. Вот и живите нахуй. Шунарга туганлар, Башкортостан, Татарстанда, если какая-то мразь, блядь, еврейская или кто-то озабоченный какой-то вылезет, блядь, в виде Фейгина, блядь, еще кого-нибудь, ушлепков всяких, Ходорковский, блядь, всех переебашим. Всех. Нам нахуй не нужны они нам. Нам на наших землях евреи нигде не нужны. Во всем Курултае будет сидеть башкорт и татар. Татарстанда татарлар. Если какой-то перепутанный башкорт там родился, башкортлар утырагатыш. Башкорт-татар не должны гнобиться ни в какой из этих 2 республик. Все они должны сплоченно действовать по одной цели. Не пускать в круг наш никакого узкожопого еврея и так далее. Даже Алсу, певица Алсуна балалары да не встанет в наш круг. Имейте в виду, еврей хонобар. Нам, где есть еврейская кровь, никогда не проникнет. Нам нахуй не нужны они нам. И добавил еще, вот эти ебучие нахуй, хабировские системы тоже не проникнет. Хабировские дети и так далее, блядь, нахрен. Вот эта дичь гребаная, блядь. Поэтому, туганлар, нужно понимать, что чистота крови, наша задача. Наша задача увеличить башкорт-татарно. Кровь и износ. Пусть будут метисы. Главный урыс болмасын içinde. Главный урыс болмасын.
Вот и все. Пусть похуй с кем, но не с русскими. И, блядь, как это вот, ну, в семье, хоть и татарка, хоть муж татарин или там наоборот, вдруг такое произойдет, да, ведь башкирт или татар буларга тиеш анда. Понимаете, вот не должно быть, что, блядь, жена рулит или муж рулит. Всегда должен в этой системе еврейский вариант. Рулить должны башкир-татар. Вот примерно так должно быть. Понимаете? Вот только так, по-другому никак. Это тем, которые захотят какую-то, блядь, семью создать. Нынешнее время. Так. Ну, давайте почитаем дальше. Что происходит в мире. Так. КСИР был включен в список террористических организаций Европейского Союза. КСИР, кто такие, блядь? Первым последствием этого решения станет замораживание всех активов, связанных с КСИР, а также запрет на въезд, депортацию и введение санкций против лиц, связанных с этой организацией. Ну, надо погуглить КСИР, я что-то слышал, но хуй вот, что это такое. Ну, короче говоря, похуй, нам не касается это. Вот здесь какой-то комментарий вырван откуда-то. Об этой трагедии я написала в Магнитогорском паблике в 2025 году. И сразу же была вызвана ФСБ. Был суд из-за Сиантусы. Натянули распространенную статью за разжигание межнаций вражды. Штраф 10 тысяч. Оказывается, башкир Сиантусы сжигать заживо не преступление. Вспоминать об этом башкирском Холокосте преступление. Апелляционный суд Челябинска предсказуемо приговорил, оставил в силе, получается, многострадальная башкирская история под запретом. Аллам хаклахан был тарихтан азага юг хаман кралар. Понятно, что рано или поздно наши землячки объяснят, чтобы не рассказывала и не наживала себе проблем. Но надо это зафиксировать для истории и для понимания из ситуации. Да, я себе тоже закину. И добавлю. После таких действий, если вот такое происходит в Челябинске, и наши 80 человек, вот эти Алсыновская бригада, блядь, сидит по всяким Челябинском, Перем, блядь, Оренбург и так далее, ул дегені Челябинскийні біз урыслардан принципиально тартып алабыз, блядь. Вот я как строю карту, вот эту карту выдернем. Челябинск, блядь, Екатеринбург и так далее, нахуй, бүтін нәрсе ул башкортларныкы болашак. Оренбургны да бір кисәген алабыз, үскә күтәрелә, үсте Самара, Ульяновск, Татарстанга керә. Бүтін дальше китә, тоже Татарстан, Башкортостан булып, ике линия наверх до воды. До воды все это будет наше. Вот принцип именно вот такой. Дрючить, значит, мы будем дрючить вот таким образом. Они же хотят всю Россию вот так хапнуть. И хапнули ведь инде. Теперь мы тоже так же, блядь. Очкөзлик кыламыз, блядь. Амиге киргизамыз уланы, хаммасыны, блядь. Жалапларны. По-другому никак. Потому что принцип, знаете, какой, блядь? Разделяя и властвуя, блядь, они отрабатывали эту тему, блядь, 100 лет, блядь, над нами, да, ведь? А теперь мы будем. Разделяя и властвуя, блядь. У кого сила, тот и будет рулить, блядь. У кого нет силы, иди нахуй. Только так, блядь. Жалеть и что-то в этом роде творить в том смысле, что вот мы сейчас вот там не будем брать, блядь, как Габасов обычно говорит, в Челябинске много русских, нахуй надо. Вот именно. Чем больше русских, тем там и будем брать все. Где русских дохуя будем брать и думкай тарага нахуй. Будем в ислам приводить всех, если надо будет. Ну, нахуй, конечно, они нужны нам. Вообще, я говорю, блядь. Гнать шею нахуй будем всех, блядь. Пусть пиздует свою Москву, блядь. Нравится, остаются. Не нравится, съебанту. По-другому их жалеть и что-то думать о том, что вот они вот сейчас, блядь, нам что-то. Нет. Игілік кетірмеген халық, бізге керек түгел. Игілік кетірсе, біз үшін нәрсәді тырышса, тіл ятласа, шу лайық болса, паспортқа лайық болса, қалдырыбыз. Лайық болмаса, бізге ол күт сібіреге де керекмей. Понимаете? Бізге ондай халық керекмей. Рано или поздно ол бізді саташақ, рано или поздно бізді ол алдаяшақ. Бір қойдадыр подлянку сделает, подножку поставит.
Поэтому бізге ондай халықны под, так сказать, крылом кормить не стоит. Біз өзімізге, білесің бе, теге өзбек өзіне өзбек, өзіге бек. Говорят, когда вот өзбек өзіне ябық дегені ол. Ябық, бек, ябық. Вот это как бы понимание, оно как бы, ну это так уж мы интерпретируем как бы свое название нации, а так, как говорится, оно как бы этого, ничего этому не касается, да, это просто придумали такую тему. Вот примерно эту тему мы должны себе делать. Біз өзімізге биклі боларға тиіспіз. В каком понимании, блядь? Мы должны закрывать, уметь закрывать. Точнее, закрываться уметь. Понимаете, блядь, нахуй? Вот ошал мы екен, нахуй, блядь, урысқа бізде яшарға, блядь. Челябинске, да, или в Оренбурге, нахуй. Не нравится, блядь. Сыгылып қоссың, қойтып кетсің, блядь. Как Алсынов сказал, пиздуйте свою Рязань, блядь. Вот. Эрзя Мокша, если пустит вас в Рязань, пойдете в Рязань. Не пустят, дальше Рязани будете располагаться. Коломна, блядь. Вот примерно вот в этих болотах будете жить, блядь. Так. Идем дальше. Туркестанга не болган. Откуда-то залетело это. Это что за позор? Какой к черту великий народ? Какая матушка земля? Это что за российские пропагандистские нарративы? Хорошо проводите неделю русского языка, никто не против, но нахрена лишь вы в уши детям про великий народ? А остальные народы не великие, так что ли? Просто погулять вышли, дело происходит в какой-то Тулгаш-скул. Они расположены в Туркестане, вроде бы. А где отделы внутренней политики города и области, на кого они работают? Наши до сих пор не понимают, что русские... Что русские не договорили. Послушаем. В Туркестане. Порой, блядь, в Казахстане что творится, я не могу понять, блядь. И в Казахстане, наверное, же. Это залетело видео от казахов. Сзади Ленин на Башарасым, да? Мона, Ленин купил, сука. А? Черт, Ленин уродовый. А, нет, Лермонтов, наверное, блядь. Хуй в очках, блядь. Ну, блядь, я же вот в каком-то эфире, помните, я читал вам, напоминал еще, блядь, дичь какую-то, помните? Кыргызы. Кыргызы тоже, блядь, бзик у них, блядь. Ладно, это Казахстан там. А кыргызы-то что, блядь? В ебенях, блядь, Кыргызстан, блядь. Казахстан, ладно, ну, отражение соседа, блядь. Ну, Кыргызстанга, блядь, я хуею, блядь, просто. В Кыргызстане, блядь, это русню поддерживают, блядь, я не знаю, блядь, на высшем пилотаже, блядь. Ну, порой иногда что-то выходит, конечно, уже начали, блядь, настоящее время Азия, блядь, они уже говорят то, что там что-то они запрет делают туда-сюда, что-то начали делать, говорят. Ну, посмотрим, до чего они докатятся. Ну, короче говоря, вспоминали, что тут Тулга Кошбашсылыр Мектеп, Туркестан. Ну, вот школа в Туркестане запела на русском что-то вот. Вот захотели на русском. Ну, наверное, русская школа до сих пор есть. Ну, как бы, что удивляться, блин. Я учился в русской школе. В Узбекистане. Она до сих пор русская школа. Как, блядь, знаете, порой иногда, блядь, говоришь об одном, а когда вылазит вот такая тема, блядь, потом думаешь, ебаный в рот. Что за прокол, нахуй? Понимаете? Бывает и такое, блядь. Но на самом деле, блин, манкурство в любых в этих странах, блядь, еще не закончилось. Поэтому бізде бик теге зур бір проблема тұра. Теге мен айтам бетіне мұны. Манкуртлар білән ишлейбіз. Манкуртларны бит үтерге, блядь, тоже сложно, понимаете? Как мы будем манкуртларныка, блядь, мен вообще я не могу понять, блядь, как мы манкуртов будем мочить, блядь.
В голове не крутится. Я-то иногда выкрикиваю такие вещи, блядь. Надо мочить этих манкуртов, блядь. Ну как мы будем, блядь, вот, блядь, Карандас, я тура, башкорт, блядь. Или, допустим, тот же чечен, манкурт. Или там еще кто-то. Как ты его будешь убивать, блядь? Как? Он же долбоеб. Вот давайте манкуртов мы причислим долбоебам. И исходя от этого мы им дадим облегчение к тому, что они как бы поверхностно виноваты. Потому что они долбоебы. Ширлелер, ширлейнда, ширле холок, нищесенинда. Вот примерно. И тем самым проявим в нашем сердце, блядь, мягкость для этих долбоебов. Успокоить себя. Успокоить свой, так сказать, блядь, нахуй, гнев против них, чтобы они живы остались. За то, что, блядь, они предают в данный момент, блядь, нас, блядь, весь народ. Всех наших народов, блядь. В каждом оно есть, в каждом. Коммунисты, те же манкурты. И всякая вот эта дичь, они предают нас всех, блядь. Поэтому бізге, которым очнулись, я никогда не забываю повторяться, говорит, блин, я же тоже оттуда же. Я тоже как бы еще не понимал же. Поэтому, как говорится, ой, я, блин, не такой, я не могу сказать. Я же тоже оттуда был. Поэтому, исходя от этого, очнуться никогда не поздно. Но очнуться хазер. Кабрда тугл. Хазер. Кабрда очнуться и цен уже кич была. Если ты сейчас поймешь и что-то принесешь для своего народа, было бы идеально. Понимаете? Как-то так. Что с ТикТоком происходит? ТикТок заблокировали вроде бы. Туртом какой-то, блин. Сори. ТикТок куда-то потерялся, блин. Не могу понять, блин. Куда он делся? Вот куда он делся, ТикТок? Ну, сейчас выйдем с другого ТикТока тогда. 10 человек сидело. Да, доступ к трансляциям заблокирован. Прикиньте, ТикТок заблокировали. Заблокировали ТикТок. Вообще пиздец. Нет, тут никого нет. Уже все, блок. Смотрите, блоканули. Просто хереют. Да, китайцы вообще, индюки, услышали что-то, все, они меня бахнули, блин. Прикиньте. Уроды, я не могу понять, блин. Обнаружение нарушения, жестокость и преступные действия. Прикиньте, блин, ТикТок такой, блин, ути-пути, блин, такой. А сам, блин, из-под тишка, получается, китайские правительство помогает, как говорится, мочить украинцев. Ну, это же классно, блин. Вообще круто, дальше некуда, блин. Подать апелляцию. Вот так вот. Сейчас выйду с другого, блин. Поэтому несколько ютубов, поэтому я и говорю, туганлар, подпишитесь, распространите, чтобы у вас тоже подписались. Если у вас несколько аккаунтов, подпишитесь со всех аккаунтов, чтобы было 5-6 аккаунтов подписчиков, больше подписчиков. Сделаем, как говорится, чтобы раскидайте по знакомым. Мои другие каналы, которым 30 человек, 40, чтобы у них тоже по 50 было, чтобы я в любой момент бахнуть YouTube, выйду с другого YouTube. Нашу мужчинки керек меня был нарселяр каналлар. Мне, я еще раз повторяюсь, мне монетизация не интересна. Мне интересно, чтобы мои YouTube каналы всегда работали. Но их бахают. Видите, вот что-то никто сказал, бахнули. Вот тот день вот пасы я провел, и 2 эфира про пасы по чуть-чуть, половинка. Все. Просыпаюсь утром, то все вроде работает, и потом один пришел 18+, и все, а потом уже я один видео начал грузить, все, потерялось, короче. На этом все, это, по-моему, уроды. И все закрывают, надоело, я же говорю, то ли слова надо запикивать, то ли я не знаю, от чего это блокируется. Порой мне написали, типа, +16 там написано. Вот такой фигня пришла. От чего блокировка? +16. Что за +16? И мне же не 16, ё-моё. Они думают, что я 16-летний веду эфир, блин. Вот такой мне пришел ответ, блин. Типа, вообще придурки, блин. Типа, ребенок ведет эфир. Это же глупости, блин. Сейчас выйду с другого канала, блин. Надеюсь, он рабочий. Это теперь будет отдыхать несколько дней. Несколько дней будет отдыхать он теперь. И продолжим.
Шумарга резко не блокирует, хотя бы эфир какой-то делаешь, YouTube вроде пока не ловил меня до такой степени, чтобы он меня не блокировал так. TikTok блокирует во время эфира. Когда едешь на улице на велике, тоже блокирует. Сколько меня вон во Франции блокировали так. Едешь на велике, видит опасность, тоже блокирует. Ненормальные. Типа нельзя за рулем ездить и снимать. Клоуны, блин. Ой, блин. Ну, сейчас зайду. Так. Здесь, надеюсь, работает. Работает. Шундыхаль, дуслар. Бір ике кишигина утра, потому что это красава мужик все-таки есть. Благодарю. Ну, хоть кто-то шарит за то, что происходит. Ну, пытаемся, но, видите, блокируют эфиры, поэтому, если можно, распространите по другим каналам тоже. У меня как бы там еще куда-то я написал вроде бы, или я не помню, ну где-то написано, другие каналы тоже там есть. Ну, то, что вот по Башкортостану написан, Башкортостан 2025, Башкортостан Азат, вот это все мои каналы. Вот увидите мои фотки в видосиках, это все мое. Можете подписаться, было бы хорошо, чтобы во всех каналах у меня 50 человек было, чтобы на эфиры выходить можно было. И вдруг это завтра закроют утром, допустим, я выйду с другого, допустим, вот как-то так. Другого варианта нету. YouTube нельзя, так сказать, перехитрить или что-то сделать. YouTube по своим законам, американским работает, ненормальные. У них нет такого жалости тебе, или там простите, не простите. Нету этого у них. Им пофиг. Блокируют и все, блин. Закон и есть закон. Вот ихний закон тоже дебильный, по идее. Гестаповский. Нахрена ты открыл YouTube, если ты его блокируешь, блин? Ну, тупизна. Как-то так. Так. Ну, продолжим. Что нам пишут? Ну вот, опять. Лига свободных наций. Екатерина Бивол получила 60 часов работы за оскорбление казахов и кыргызов. Вот сейчас опять его включишь, опять, наверное, бахнут меня где-нибудь. Давайте чуть-чуть послушаем просто, что она говорила. Кыргызы! Эй, кыргызы! Тупые уебаны кыргызы. Кыргызы говно, казахи говно, уйгуры заебись, эти гены охуенные, я могу не спать, я могу долбить, и все равно все охуенно. Реально обдолбанная, вроде бы она, блин. Ну вот, Екатерина Бивол, фамилия наша Бивол, блин. Буйвол, айбат Буйвол тугл, блядь. Бивол, блядь. Ну, пиздец, фамилия. Фамилия тоже пипец, короче. Получил 60 часов работы за оскорбление казахов и кыргызов. Ну да, это где-то месяц-два назад, да, была такая хрень. Суд Петербурга назначил нацистский, блядь, так и пишут, а Екатерине Бивол 60 часов обязательной работы. Экс-жена боксера Дмитрия Бивола записывала видео с российскими оскорблениями в адрес казахов и кыргызов и рассуждала о генетическом превосходстве. Лингвисты подтвердили это разжигание ненависти по национальному признаку. Суд согласился ограничиться 60 часами подметания улиц вместо реального наказания. В Казахстане Бивол объявлена в розыск, в Кыргызстане на нее выдан ордер на арест, но в России за нацистское высказывание максимум общественной работы. По факту нацистка отделалась символическим наказанием. Ну да. А зато бөтен безнең мусульманнар утыра. Хизбут Тахри, хатыннар утыра. Теге елны тыгып куйганнар Казанда, Хизбут Тахри. Просто женщины как бы другого течения. Мусульмане, другого течения. Засунули, все. Таушы да юк, ишетелмей, кая булды икән шул хатыннар. Уже бір елдан ашты бит инде утыралар. А бу хайванга 60 сағат кына бергәннәр. Видите как? И шунарга мына шуның өчен сез нинди, блин, совесть белән сез вообще терпите это? Сездә совесть бармы вообще юкмы? Мына башкорт татарда совесть бармы? Сез нәрсәне сез кемне көтеп утырасыз, блядь? Инәң белән атаң киләме теге дөньядан? Кемне көтәсең соң, блядь? Кемне көтәсең? Юк, ол инәң белән атаң наоборот дуалар кыла, наверное, чтобы у тебя дух поднялся, блядь. Не очко был ты, блядь. Встал, в конце концов, и Москву разъебал, блядь. Суть в этом просто. А сыз, блядь, кемне көтәсез, блядь? Вот я здесь хожу вот по миру, да, так сказать, блядь, по Европе. Встречаю людей разных, и у них позиция одна.
разъебать Москву. У многих разъебать Москву. А те, которые не в теме политики, им похуй. Ну, я же как бы люблю правду говорить. А вот те, которые реально, блядь, ненавидят нахуй, похую, им принципиально разъебать Москву. Принципиально. Но у них нету того принципа, что у всех, у этих, которых я встречаю, независимость Башкортостана, Татарстана, у них нет это еще в голове. Они пока не знают. И вот когда встречают меня, такого, я им чуть-чуть начинаю рассказывать, кто я, что я, они в ахуе, блядь. Ну, говорит, ну, давай, ушлар туда-сюда, но в то же время они очкуют. Они уже в эту тему заходить очкуют. Но против Москвы. Поэтому и думаем таким образом. Если они против, значит, они не будут против и нам, когда мы вооруженные войдем, блядь, в сторону Москвы. Понимаете? Еще раз вспомним Пригожина. Блядь, шайтан, конечно, был конкретно, блядь. Ну, пример был, блин, тоже. Вот его же встречали, грубо говоря, хлебью-солью. Понимаете? Отряд шел, его встречали. Шунарга мен сезгә әйтәм берәй-берне, туганлар. Башкорт белән татарны җиренә керсәк, безгә может 1% кына манкурт чыгырга. Калган манкурт астына ташачак. Чыкмый ул. И безгә кушыла. Без үзебезнекеләрдән бик куркмаска тиешбез. До такой степени, блядь, себя не надо сломать дух. Әле булмаган эшкә. Үзебезнекедән без куркмаска тиешбез. Без куркырга тиешбез бер әйбердән генә. Мәскәүгә барып җитте безгә. Ничек без барып җитәбез Мәскәүгә? Менә шуннан куркырга тиешбез. У меня вот здесь только идет мысль. Как доехать? Почему? Потому что когда мы зайдем, у нас не будет, блин, с Башкортостана, с Татарстана пулять 1000 километров, 1500 километров до Москвы что-то. Мы не сможем спустить что-то. По дороге нет у нас таких. Если только мы не возьмем набережные Челны, вот это шахедские системы. Если мы только это место не хватим. Чтобы 24 часа шахеды работали на нас. Вот шахеды может 1000 километров долетать. Как раз таки сегодня об этом тоже говорилось. Уменьшить километраж шахедов. Ирану претензию кинула. Это, хотел сказать, Москва, бля. Трамп кинул претензии, сори. То, что Иран уменьшить должен километраж шахидов. Поэтому, как бы, пока у Трампа тоже, как бы, очко, и, ну, и у этих, ну, обоих очко, короче. А у нас нету на это времени. Очко, не очко, у нас нет такого выбора. У нас нет выбора вообще. Без киргәч Башкортстан Татарстанга, допустим, безне бер генә юл көтә. Мәскәүне юлы. М5-тан барасыңмы, М7-нән барасыңмы? 2 юл, асфальт юлы. Всякий аны уртасыннан алар бүләләр сразу шартлатып. Былай придется идти. Они раздолбают дорогу. Это гарантия. Когда наш эшелон, так сказать, двинется в сторону Москвы. Они все дороги раздолбят. Поэтому только техника будет идти там. Техника и платформы такие нужно будет сделать, которые будут создавать мосты. Тяжелая техника будет стоять и как бы создавать мост. Вот как-то такую систему надо будет в дальнейшем придумать. Когда они раздолбают все преграды на МКАДе и на бетонке, обычно они выставляют бетонные рвы. Ну, не рвы, а вот бетонные шлагбаумы ставят, чтобы ничего не проехало. Они как бы так делают. А надо будет еще разорвут. Дороги, все дороги М7, М5, М4, М3, М1. Со всех М, вот эти М-ки, М12 даже, я помню, есть. М12 есть возле Рублевского шоссе, скоростная, М12. Все они их раздолбят. Подъезды к Москве они раздолбают. Круговую закроются. Поэтому наша задача туда, наверное, долететь придется. Поэтому на любой хрени, хоть на, блядь, Баба-Ягана, блядь, метласында будем лететь туда, как говорится, и Кремльге кунарга керек бізге. Нәрсе болса да. Как-то так. Вот там будет задача огромная стоять.
И вот дошли до самого интересного, блядь. Послушаем вот этого ушлепка Михеева. Что он говорит? Надеюсь, не блокануть сейчас что-нибудь опять. Грузит, блин. Ну да, вот здесь интернет херовый. Этовский. Так сказать. WhatsApp херовый. Я только на одном держу этот. На ютубе телефон. Не тянет. Ну, суть. Имперская риторика Москвы. Российская пропаганда снова демонстрирует презрение к постсоветским странам. На этот раз пропагандист Сергей Михеев в эфире программы «Вечер» Владимир Соловьем, вот это с Соловейкой, блин, заявил, что государства постсоветского пространства должны знать свое место. Ну, я потом слышал в новостях, что Кудрат Ходжа, или как вот это, Шерзот Кудрат Ходжа, узбекский, ответил ему, Рахмадзур, ответил ему, что нихер там бздеть, ну, что-то в этом роде, он что-то ответил там. Может, найдем, не найдем его ответ. Обычно в Фейсбуке он влазит. И ответил то, что, типа, этот Соловей там, пусть своими, блядь, тупыми детскими мыслями, блядь, не лезет в Азию. Что-то в этом роде. И я вам одну вещь скажу, особенно узбеклерге там. Вот узбеклер, которые не включенные в политику. Вот в тот раз я ковырял вот одну группу, которая ведет какую-то хрень, какую-то группу. О том, что, блин, типа мухалафата, вот это как бы оппозиционная какая-то группа. Кто-то открыл, и там люди подписываются, туда-сюда, болтают о чем, блядь, газ, свет, блядь, херня какой-то болтает. Ваша задача не об этом говорить. Вот еще раз повторяюсь, как и у нас. У всех задача снести власть эту. Еще раз напоминаю, Башкортостан и Татарстан, когда, иншаллах, придет к этому, так сказать, созреет до этого момента, уберем Москву, мы не будем сотрудничать с теми манкуртами, которые сейчас у вас на руле. Понимаете? Ваша задача менять их тоже. Если вы тоже это начнете с нами вместе, и нам все это будет легче. Почему? Потому что любой кипиш, начиная с Афгана и заканчивая Москвы, вот этот полушарие представили по карте, любой кипиш, для нас будет легче выбраться от этой независимости. Понимаете как? И вы можете подумать, ты через нас что-то хочешь сделать? Нет. Тут именно принципиально такая тема, что будет это движение тому, что мы где-то что-то уже будем собираться. Это я к чему? Допустим, вместо сейчасского президента Тукайки или там Мирзияева в Узбекистане или в Казахстане был бы адекватный президент. Что, я бы с ним не договорился бы? Я бы лично сам вышел бы каким-то образом на них, на связь, и договорился бы. Давайте, Туландар, у вас сменилась власть, народ не против, ведем это уже, грубо говоря, вот 3 года, допустим, да, я говорю, 3 года, и давайте договоримся, что вы будете вспомогательным плацдармом для нашего захвата Москвы. Понимаете, как было бы классно? У нас нету, чтобы в Куандык попасть. У нас там Казахстан, и в Куандык мы не можем попасть. Мен мұны уже 100 мәрте айттым бит инде сезгә. Күп әйтәм моны. Һәр вакыт әйтәм бит инде. Безгә, чтобы попасть, так сказать, не в просак, а в конкретную, точку, Куандык или куда-то там, в Оренбург, разницы нету, хоть куда, в Самару. Нам нужен плацдарм. Так сказать, марш-бросок. Откуда-то, чпок, и куда-то туда надо прилететь нам. Шуның өчен безгә любой плацдарм, Узбекистан буламы, Кыргызстан буламы, Афганистан буламы, один плацдарм нам нужен, чтобы мы туда пришли. А если попутно идут, так сказать, вассалы Москвы, Казахстан, Узбекистан, все они, как мы проникнем? Как мы проникнем через ваше правительство? Никак. Никак мы не проникнем.
И Шунарга бізге, так сказать, движение вот это, да, ведь за освобождение. Вот, допустим, освобождались во время 41-45, да, ведь все вместе, блядь, против фашиста. Теперь у нас такая же задача, мне кажется, блядь. Все идет к этому, блядь. Все вот идет таким мышлением. Внутри России нам что-то сделать, это значит, нам нужно сделать внутри какой-то бунт. Но в этот бунт, опять-таки, нам как приехать и попасть без оружия, это тоже идиотизм. Это невозможно. Это в этом бунте нужно участвовать уже внутри. Понимаете? Внутри надо это уже делать, эти дела. А вооружаться, оружие откуда-то преподносить там. Вот это все дело. Это как это будет происходить? Но один там год, в начале, пару лет назад, я когда начинал эфиры, говорил, надо через Украину, говорил. Вот эти войска, которые в Украине, их развернуть против Москвы. Манкуртов этих. Ну как ты их развернешь? У нас нет денег. Можно было бы их развернуть, как? Если мы их перекупили бы за деньги. Сказали бы, вы идете на Москву, деньги получат ваши семьи. Мы могли бы так перекупить. Звучит тупо, но зато без шлиоларейх, без охшабыз болса. Но анарга да yok бит безне и финансистлар yok. Инвесторлар yok. Зур акча керек onun için. Допустим, перебить 200 тысяч рублей и плюс за то, что он сдохнет 5 лямов, короче, грубо говоря, 10 лямов. По 100 тысяч долларов, грубо говоря, мы должны им обещать. Но их же мы не кинем потом. Нам же еще возвращаться туда надо, Башкортостан, Татарстан. Смысл их кидать? Это же наш народ. И вот тогда можно было бы сказать, что башкир-татарлар, разворачивайтесь. И эти батальоны, башкир-батальоны, татар-батальоны, все бы развернулись бы. Если бы мы их смогли бы перекупить. Это так уж, это тот вариант, когда у нас нету плацдарма. Понимаете, смысл какой? И вот их можно было перекупить как раз-таки вооруженные, готовые, как, блядь, Пригожин, пойдут на Москву. Это был бы один какой-то супер вариант даже, может. Но, увы, не можем. Ну, давайте загрузилось, послушаем, что они говорят. Ситуация, при которой Россия всем должна, а России никто не должен ничего, это ситуация тупиковая. Да, это позволяет постсоветским странам постоянно шантажировать нас вот разными такими проектами. А если нет, то мы и так решаем за них кучу проблем. Мы их разбаловали. Да. Мы их разбаловали. Ах, вы не так посмотрели? Ах, вы не так сели, вы не так встали, вы не так повернулись, вы о нас что-то подумали не такое? Мы такого терпеть не будем. И так не скажи. На самом деле, да, мы их разбаловали, они должны знать свое место. Потеря Армении – вот это гигантская проблема. Проблемы в нашей Азии, Средней Азии, Центральной Азии, как ее называют, вот это для нас может быть гигантская проблема. И мы должны очень четко сформулировать наши цели и задачи. И мы должны объяснить. Во-первых, речь идет о мнении журналиста, подчеркну, мнение. Во-вторых, высказано это... Вон там нервные посла нашего вызывали. Отмазывается от тебя. Они вообще все нервные такие. Знаете, А вы почему? лучше подумайте, что вы делаете не так, что я вынужден на вас так говорить. Владимир, а знаете, почему они нервные такие? Потому что знают, что я прав. Это первый пункт. Второй пункт там, потому что он говорит вроде бы, мы расслабили их. Получается, Азию они расслабили. И поэтому как бы к ногтю. Азию надо притащить к ногтю. Я просто поражаюсь, блядь. Хуею, блядь. Так. Ну, как обычно, башкорт-омбудсмена. Ну, всех уже я читать не буду. Я уже 1000 раз постоянно всех всяких читаю. Здесь целую кучу, короче. Ну, просто прочитаю. Вот. Абсалямов Айгиз Ильгизович, Галин Раиль Равильевич, Кагарманов Вадим Альбертович, Тулыбаев Айсур Амирович, Уразаев Айгиз Хаматович. Ну, всех опять посадили. Ну, что скажешь? Всех опять посадили. Вот эти вот лица. Все они где-то сидят.
тут покажу, тут покажу. Ну, все вот, из 80 человек тех, понимаете? Все, они будут сидеть там от звонка до звонка. Понимаете? Оларға кім ярдам берген может? Оларға ярдамны только біз бере алабыз. Бір кім бере алмай оларға ярдам бір кім бере алмай. Вот это вы должны понимать. Поэтому только после, как мы, как говорится, уберем Москву, они выйдут. Или отсидят, если мы не созреем до этого времени, и потом выйдут. Вот шулай ғана. Біз в идеале өзіміз ярдам беруге тиішейік. Если мы тезірек қымылдасақ, тезірек шықсақ. О, Нургуль, салям. Вот. Как-то так. Так, здесь что тут? Идем дальше. 28 января 2003 год тогдашний президент Украины Кучма подписали соглашение о государственной границе между РФ и Украиной. Подписи, печати, торжественные лица, камеры. Все как у взрослых государств. Граница признана, суверенитет зафиксирован, вопрос закрыт. Но прошло совсем немного времени, и оказалось, что для РФ любые договоры это не обязательства, а бумага для подтирания истории. Сегодня подписали, завтра не так поняли. Послезавтра исторические земли, один народ и танки. Этот документ важен не потому, что его подписали, а потому, что его нарушение зафиксировано официально черным по белому. Ну, показывать уж не буду, грузить 2 минуты, блин. Нахер нужен. Больно 2 минуты дофига. Короче говоря, вы поняли. Кучма и все. 2003 год, нападение в 22 году, через 19 лет, все пизда. Вот и все. Поэтому башқұрт пен татар онарға тиіш, что никакие подписания, никакие договора, ничего не делать. Мен еще раз к своему лозунгу, так сказать, возвращаюсь. Бізді хужа юк. Шуны мен сізге аңғартырға тиішмін. Аңғыра болмасаңыз, сіз шуны аңларға тиішсіз. Аңғыра ғана аңламай аны. Бізді үстімізде хужа юк. Аллах тәләм генә үсті, біз үшін бүтінімізге хужа ол. Но сені үстімден мен хужа түгіл. Сен мені үстімден хужа түгіл. Но мен әйткәнні сен өзің хисап китап етіп, дұрыс мы, юк мы, менге потом предъявляй. Потом думай. Азатлық сеңе керекме? Или сен шулай қол болып яшарға ойлайсыңмы? И баларың да урыслашы бітә, блядь, башқұртша сөйләшә білмей, татарша білмей, мәктәпләр yok, блядь. Bütün нәрсә үлген мәчетләр яна, блядь, һәр вакыт, блядь. Уже 6 мәчет янды, блядь, хәбир вакытында. Төкүнне генә әйткәне, Муртаза Рахимов вакытында бер мәчет янмаган иде. Вот и думайте после этого. Шулай қол болып яшәүңме сине? Или ты все-таки послушаешь нас и пойдешь, как говорится, по правильному пути, ради Аллаха. И сделаешь какой-то подвиг, так сказать, ради своих детей. Не ради меня. Ради Башкортостана и Татарстана. Это же наше общее. Жир үшін бит инде безнең туганнар, үзбәкчә әйткәндә, апа-дадалар үлгән. Что это такое вот? Стихи, что ли? Өлгермәдем деген. Хер екен бу. Яңа жыр, что ли? Кем яңа жырлы екен? Рух түркімі екен. Өлгермәдім деген.
Fenil Abdurahmanov köyü, Буранбай и Искужин Шигара. Биг Матур. Потом, может, найдем, целиком послушаем. Шулай, что потом жырлап жүрмәскә өлгермәдем дип, өлгерер өчен бу дөньяда хәзер кымылларга кирәк. Хәзер менә үзебезне әйтелгән эшләрне эшкәртергә кирәк. Соң потом була ул. Соң була, блядь. Кәкирәеп моны булай палка белән калгач, блядь, кая барасың инде, блядь? Или вот эти, как инвалиды узкожопых, блядь, берут в армию на мясо, блядь, кидают. Вот так, что ли, мы пойдем, блядь? С костылями, блядь? Воевать? Да, Аллах согласен. Ну вот. У отца, который делал с сыном домашку, сдали нервы. Мужчине дали 10 суток. Поводом стал синяк на лице 9-летнего ребенка. Учителя в Минской школе заподозрили насилие и обратились в прокуратуру. Проверка подтвердила, во время выполнения домашнего задания отец сорвался и дал мальчику подзатыльник. Ребенок ударился лицом о книгу, появилась гематома. Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении боли близкому родственнику. Примирение сторон по этой статье невозможно, отцу назначить 10 суток ареста. Вот такая вот математика. Ну, шундыхан. Дебилизм. А это еще херня. Это где-то в Минске. А там недавно мы читали, вроде бы, да, эти что там. Приехал, блядь, с СВО, блядь, зарезал свою, блядь, зарезал еще кого-то, блядь. Всех порешал, блядь. Где-то там, блядь. В Кемерово или, блядь, в Челябинске, где они, блядь, там дурдом происходит. «29 января 2001 год. Если Россия примет ДНР и ЛНР в состав России, шестилетняя война украинской непобедимой армии против российской армии прекратится через 6 минут после появления российской армии на линии соприкосновения. Через 7 минут станет понятно, что все их добробаты, всех их киборги, все 40 миллионов их боевых блогеров, все понты и, главное, вся независимость и суверенитет стоят реально круглые, красивые, чуть-чуть овальным ноль. Захар Прилепин, сопредатель партии «Справедливая Россия». Вот эта «Справедливая Россия» тоже черт чертом, блядь. Нет нормальной, блядь, нахуй партии, блядь, поймите. В этот день 5 лет назад, ну вот 29-го, 5 лет назад Захар Прилепин говорил об этом. Sorry. Как обычно у них 3 дня, этот говорил 5 дней, а этот вообще охеревший 6 минут и 7 минут, блядь. У тех 3 дня хоть было, блядь. У этого 6 и 7 минут, блядь. Захват Украины. Рехнулись, блядь. В китайских школах домашка теперь проверяет ИИ. Нейросети сканируют рукописные тетради учеников, находят ошибки, выставляют оценки. В эссе творческих заданиях учитель часто корректирует баллы, алгоритмы все еще не идеальны в нюансах. Понятно. Дичь какая-то. Ни хрена, блин, китайский послушали, да? Дебилизм. Песенка у них какая-то. Так. Тюрки тофалары, блин. Что за тофалары, блин? Пройдет немного времени, и тюрки тофалары будут записаны в российской истории как русское племя, потому что они умирали за Россию, ведь не может герой России быть не русским, и возразить никто не может, потому что тофаларов не останется, так, например, поступили с вятичами. Что мы о них знаем? Археологи и антропологи утверждают, что это было финно-угорское племя, российская историография же твердит, что это были славяне. Твердит вопреки научным данным, потому что так выгодно. Теперь вятичи – главный миф русского мира, хотя именно он их и истребил. Тоже ожидает всех, кого Россия сможет уничтожить.
Лига свободных наций. Малочисленный народ на грани исчезновения. На войне погиб еще один 18-летний Тофалар. Сергей Токуев. Едва отметил 18 лет, как добровольно ушел на войну. Сергей Токуев. Тофалар. Что за, блин, нация? Тофалар, блин. Что за дичь, блин? Первый раз слышу даже. Вот а тут и понимаем, что 179 наций, блин, в России, блин. Это дурдом, блин, же. Тофалар, я первый раз слышу, что за нация. Ну, какой-то узкоглазый, непонятный, блин. Чей туфля это, блин? Откуда он, блин? Тут подкидыш какой-то, блядь. Непонятный. Ну, блядь. Манкурты, все они такие уж, блядь. Чего удивляться тут, блядь? Так, воздух в Салавате снова объявлен самым грязным в Башкортостане. На сей раз об этом заявили синоптики, измерившие концентрацию 17 вредных химических веществ и 9 тяжелых металлов в Салавате. Превышение нормы несколько раз. На втором месте, что логично, расположился Стерлитамак, а на третьем Уфа. Воздух в Салавате и Стерлитамак не просто самый грязный в Башкортостане или даже в России. Они регулярно в первой десятке самых грязных городов мира. По качеству воздуха, тогда как власти утверждают, что все хорошо. Фильтры стоят, ночные выбросы не делают. Ведется круглосуточная экологическая контроль. Пиздеж, блядь. Мынау қараңыз, блядь. Мынау қараңыз, блядь. Убит салқында түтін бит вообще көріне бит енді мынау қараңыз. Аппақ бұтыге кір машинасы айленген кебек. Пена как будто из-под порошка. Просто кошмар. И они что-то хотят сказать, блин. Вот. Где-то дичь. Даже вон в Ташкенте кипиш подняли, тандыры начал ломать людям, блядь. Из-за тандыров подумали. Да у вас в Ташкенте то же самое, всякие какие-то китайские заводы, наверное, стоят, блядь, а ломали узбекам, блядь, тандыры, самсушки, блядь. Долбоёбы, блядь. Пиздец, блядь. Мында явный заводлар бит инде, Стерлитамак бит инде, біләбіз бит инде ул заводтан гына и состоит он весь, блин. Эй, блин. Шунарға айтам бит енді, бұл тема енді бик зур тема, мұны развертывать чуть-чуть скажу. Если, как мы говорили, Уфа там будет столицей, потом Стерлитамак, потом передвигать будем Салават, Баймак и так далее, Агидель, там Бирский, еще что-то, шла будет двигаться у нас наши всякие столицы наши, иншаллах, в будущем. И в этот момент как раз таки мы вот эти вещи все будем закрывать. Мен айтқан кебек сізге, мына қойда шоқодылар олар, мына прям уничтожили земли, вот где уничтоженные земли есть, где людей нету, вот, допустим, где рыли там обычно, вот у Чалах, там еще где-то там, они все ямы понакопали, вот бурительные имеется в виду, как это, вот, шахты. Мына шул жерлер бит инде үлген, максимально шундай жерлерге көшірерге керек заводларны. Bütün заводларны шунда көшірерге керек. Вдруг, если они нужны, если они не нужны Башкортостану, убрать нахрен куда-нибудь вообще, в залупу куда-нибудь закинуть его. Киши яшамай тұрған жерге қоюға керек. Кишилерні яңа мына, допустим, үлген екен бұл жер экология. Ондан кишилерні икенші жерге көшірерге керек. Максимально новое место нужно сделать для людей. С природными богатствами, без срубания деревьев, аккуратно, красиво. Ағаш болмаған жерлерде құрға керек яңа ауыллар, шәһәрләр. Мына шундый эш белән шөгыльләнергә керек дальше. Кешене күбәйтергә керек, күбәйгән кешегә ызба ясарга керек, ызба корырга керек. Bütün теге от государства то, что положено, они должны получать. Еще раз повторяюсь, халыкка ызбаларны максимально образом бушка ясарга керек. Максимально. Мына ничек аны ясарга? Как это к этому прийти? Ну, потом уже нужно будет в математическом, экономическом форме это, так сказать, посчитать. Допустим, или там выдать бесплатно раз и навсегда на одну семью. И уже, как говорится, на вторую семью, допустим, из этой семьи, уже как бы по какой-то там основе там беспроцентной ипотеку выдавать там, чтобы он чисто, чтобы он мог просто вот от своей, получается, зарплаты мог выделять какой-то энный процент от этой суммы. Без риба, без вот этого, без всяких харамных действий. Просто чтобы он отдавал свою энную сумму.
И в тот же момент, допустим, постараться, само собой, нам инфляцию, как говорится, побеждать. Но инфляция все равно, это природа, балашак, это от мира зависит. И смотря на инфляцию, оттуда поднимать, получается, перерасчет делать каждый год. Или вниз, или вверх. Понимаете, вот таким образом можно будет как бы создавать ипотечную систему. Но без, так сказать, беспроцентную тему. Потому что Башкортостан һәм Татарстан должен жить по мусульманским канонам. И шуның өчен безгә максимально халыктан акчасын таларга түгел диелгән, ә халыкны эшләтеп налогын түләтергә кирәк. Чтобы халык не как сейчас, допустим, занимается крестьянскими делами, допустим, налоги не платим, туда-сюда, мы же избегаем от всего. И вот этого, чтобы не происходило, а максимально сделать, даже в Европе воруется это, максимально сделать так, чтобы человек работал под государством и платил налоги. Вот как-то так. Платил такую сумму, чтобы он мог больше себе оставить. Әз-генә налогка чыгарга кирәк. Әз-генә. Это тоже нужно посчитать по мусульманским, так сказать, канонам. Налоговая и там издержка должна быть от этого, там, допустим, какая-то часть только, какая-то часть, а не вот это, как в Норвегии, там 40% налога, там 25%, или там во Франции там 20-30% тире, вот так. Нет, должно быть мизерный какой-то налог, мизерный налог. Ол да житәшәк халыкка, точнее, дәүләткә. И поэтому дәүләт больше должен, я считаю, что заниматься торговлей и производством. Торговля и производство, потому что торговля это сунна по исламу, а производство это хунар. Хунар белән шөгыльләнеш кирәк. Ну, этот, шөгыльләнергә кирәк. Я уже не знаю, на каком языке говорить. И вот, и исходя от этого, хунарлы халык бер качан ач калмаячак. Мына әйтеп торам бит инде. Миңа бәләкәй чактан әйтәрләр, ир кешегә 40 эштә әз дип, мине шулай үстерделәр. Нәнәйләр, бөтенесе инде. Картатайларны мин толком күрмәдем бит инде. Нәнәйләр үстерде безне, и исходя от этого, всегда они говорили, мужик кешедә 40 эштә әз булырга тиеш. Ну, примерно с таким лозунгом, что мы должны уметь и это. Ну, у меня, конечно, 40 работы у меня нету, наверное, уж я до 40 еще дожил, но 40, то, что я 40 умею, я не знаю, что сказать, но хз, к этому, к чему нужно отнестись, блядь, какая профессия должна быть из 40. Ну, имеется в виду, там, уж мы понимаем, что 40, так сказать, примерно это уж говорится, что мы должны что-то уметь, да, блядь, а не такие, что, блядь, киляда нахуй, телевизор хабазада, пиво, блядь, и все. Хорабьета. Он до хатана нефса шли, хз, короче. И потом война и мир, развод, алкоголизм, все, нет семьи. Вот этот русский мир надо все уничтожить. Вот эту хрень нам надо заканчивать уже. Башкортостан и Татарстанда нужно взяться уже все за экологию, за здоровье людей, медицины и так далее, и так далее. Когда на днях тоже как раз мне видос скинули, мы сейчас дойдем до него тоже, может. Прикол, короче, заткнулись сразу. Вот эти пропагандоны заткнулись, когда услышали от ведущей на русском из Гренландии, что у них медицина бесплатная, а в Америке не бесплатная, а в Гренландии бесплатная. Что идешь в аптеку, у них нет аптек, аптеку только дают врачи. Да, на самом деле так и было, грубо говоря. Аптека вроде бы, опотека вроде бы было в Норвегии. Я же как бы там тоже 4 года прожил, и понимаю, что там мне тоже кто-то врач прописывал. И они вот так не хотели, чтобы меня записать к врачу, ну и мне было все бесплатно, блядь. Но они так не хотели, но я один раз так пошел, все равно записался, короче, и она мне выписала. Да, реально, вот в Норвегии, значит, и в Дании, Швеции выписывает врач рецепт. Бесплатно. Тебе, получается, она выписала, ты идешь с этой бумагой, тебе дают бесплатно. Во Франции примерно так же. Когда ты беженец, тебе тоже такую дают карту, ну вот эту страховку,
Ты идешь, ага, берешь по страховке, а то, что не входит моментами, ну, а так-то все входит, ну, ты же как бы не смертельно больной, чтобы не хватило что-то, Аллах сакласын. Вот что-то не входит, ты, наверное, покупаешь. Вот в Испании был, короче, я же не своими как бы документами там местными был, а был залетный, так сказать, французскими документами. И то так тоже они каким-то макаром меня просмотрели, рассмотрели, но выписали, но кое-какие там моменты пришлось мне самому покупать. Ну, само собой, я не из той страны, не отношусь к этой стране. Вот поэтому как сказать, у меня нету европейского медицинского, общего европейского медицинского, я не видел еще, не слышал. В каждой стране свое. И поэтому имейте в виду, Башкортостане, Татарстанда медицина должна быть свободной и бесплатной. И это тоже государство, так сказать, может себе позволить. Камбагал болып қалмай, міскінленмей. И поэтому бізге именно шундай ақыллы кішілеріне құрылтайға қойырға керек, чтобы они, в первую очередь, стремились за увеличение и за жизнь людей. Они свои карманы, блядь, грабили опять, блядь, подобие Путина и Хабирова, блядь, вот такие Кадыровы всякие, блядь, чтобы опять грабили наш народ. Вот такие нам не нужны. Нам нужны люди, патриоты, которые за народ будут. За народ, чтобы народ стал жить богаче, лучше, здоровее, меньше, как говорится, бухал и вообще не бухал, и больше спорта, велодорожек, лыжный спорт, туда-сюда, в нашем дыхаль. И, кстати, добавлю, вспомнил, потом дальше пойдем читать, в Кыргызстане поймали какую-то дичь, короче, из Индустана. Фу, блядь, Индустан, блядь. Ну, с Индии этой сраной, блядь, коровоебы, блядь. Эти коровники, блядь, какая-то болезнь, блядь, какая-то нацистская болезнь появилась. На нет что-то, не помню, блядь. Болезнь, все заразились. Все, перестали везти в Кыргызстан мясо. До этого мы помним, я говорил или нет, я закидывал куда-то новости, что Узбекистан, блядь, занимает корову, потом они доказательные хуйни показали, видео туда-сюда, типа это халяль, блядь, там засовывает, потом Аллах Акбар и режет голову, там халяль, туда-сюда, доказательства привезли узбеки, то все. Скажу одно. Похуй, по идее, в данный момент, где они сейчас берут, но я бы в Индии не брал бы мясо. Тапқанлар қойдан ит алырға, блядь, нахуй. Құрып біткен міне башқа жерлерден ит алырға, блядь. Шуның үшін Узбекистан білен Кыргызстанға ит жетмегеш, первая наша задача это поголовье скота поднять. Башқұртстан мен Татарстан бірінші орынға мінерге тиіш мал туар білен. Бізде жем, жмех, ашарға бүтін нәрсе тығылып ята бізде. Трава, сено, блядь, бүтін нәрсе, пешенлік, салам, бүтін әйбір бар бізде. Бізге бірінші шул әйбірні көтеруге керек. Шул әйбірлерні обязательно көтеруге керек. Прямо тут такой заговорил аж. У меня дядя был, как говорится, председатель колхоза раньше в Башкортостане. А потом, если помните, я говорил тоже, вроде бы как мой прадед тоже председатель колхоза был. Стерлитамахта, Стерлибашево, да. Стерлибашевский район, деревня Шапаева, короче, шул якларда председатель болған. Ну, коммуняга вақытында болған. О, әлі қошам бетін, әлі қошам. Менің хорт атайын, башқұрт. Бұл мына қазіргі вақытта болған, мой дядя. Біздің, ну, шу Башкортостанның бір районында, не буду говорить в каком районе. Короче говоря, он был председателем колхоза. И я понимаю, что фермы все закрыты. Мы в один момент что-то позанимались мясом и так далее. Вот мы понимаем, что ферм очень мало Башкортостанда. Очень мало. Ул чисто частный гайнанган, грубо говоря, сүт үшін генә шыққан. Ит шығамы юкмы, ну, ит үшін де шыға енді. Ну, халық тұта әзірек, но фермадан толық юк. Шуның үшін бізге поголовно систему нужно будет сделать какую. Допустим, возьмем примерно там 6 месяцев, там год учишься на фермера. Тебя обучают, и ты становишься вот скотоводом баранов. Очень красивые барашки, если видели фотки, видео, в Ютубе может посмотреть. В Норвегии очень красиво ведется скотоводство.
Мне очень это понравилось. Мне хочу, вот Башкортостан, Татарстан, мы можем это сделать. Вот как Швейцарию, представьте, в Швейцарии, как барашки гуляют. Мына шундай плацдармлар, зур плац нарселер, как это, э, как этот Гумерсинда, помните, мексиканский фильм был или бразильский Гумерсинда, барон, блядь, коровье барон, блядь, был, помните, Гумерсинда? Прям вспомню, блядь, детство. Все смотрели этот фильм. И вот как раз там коровий барон он будет. Вот это, поголовье коров у него, белые коровы такие будут бегать, туда-сюда, короче. И вот бізге нужно будет создать фермерское сообщество, вот такое же, как бы, обучать их надо, не надо, ну и похуй. Короче говоря, суть, в Норвегии они обучаются и становятся как бы, как ветеринары выходят оттуда, большинство, как ветеринар выходит, ну, такой уже как бы первую помощь окажет он своему скоту. Шунарга бізге нужно будет сделать такие школы, обучаемые можно будет дополнительные. И кто желает создать фермерство, допустим, любой какой-то агильдель, да, любой брер хойдайны, бурзян, да, буздек, да, хоть хойда, выходит такой-то семья, хотят они фермерство создать. Все, они обращаются, допустим, какой-то, условно, какой-то курултай наш, и говорят, заявку кидают, вот мы хотим сделать туда-сюда. И потом их как бы проверить там, что они реально могут, не алкаши там туда-сюда, потому что мы же как бы только новые государства будем строить, и народ-то еще будет, блядь, куку. И исходя от этого, можно будет таким людям выдавать субсидии. В каком понимании? Опять-таки, помощь, чтобы они развили это фермерское хозяйство и приносили и себе заработок, и государству. Чтобы они государству могли таминлерге ит белән. Ит, süt, мой, bütün сыр, сыроварни, ашырга керек, как французы очень любят вонючие сыры, вот, по крайней мере, вот можно будет договориться с французами, привозить и так далее, и так далее. Вот такими делами надо заниматься. И вот тогда мы можем смело говорить Азии, туганлар, bizne itler, әйбәт ут белән, теге, үлән белән үскән, süt, как говорится, ішіп нәрселері, бұзаулары үскен, тәмні ит, так что бізден генә алыгыз. И нехуй будет им, блядь, у коровников, блядь, этих, сука, которые мочу корову пьют, блядь, долбоебов, индусов покупать это мясо. Понимаете смысл? Поэтому во всем мы друг другу должны выгоду искать, во всем мы должны быть друг другу выгодными. Не надо 30 земель искать какую-то причуду в виде мяса. Это же идиотизм. А почему к этому пошли, вы сами прекрасно понимаете. Развал России, фермерское хозяйство закрыто, колхоз закрыт, и ничего нету. Шунарга бездә бер нәрсә юк. Поэтому бездә күп әйтәм бит инде, эшкәртергә дә эшкәртергә. Везде развалины. Везде развалины. Весь Башкортостан с Татарстаном убогий стал. Убогий. Не говоря о том, что на Кавказе и так далее, и в Ичкерии, и везде клановые захваты, и эти клановые захваты не дают обычному народу подняться. Вот и все. Поэтому каждый должен вернуться к своей земле. Откуда мы вышли, Турпахтан без Булгамбас, как Аллах Та'аля бізді создал, из глины, из грязи, из пыли, из земли, так сказать. И вот мы должны вернуться к нему, так сказать, к земле. Имеется в виду не умереть пока еще, а на земле, как говорится, копошиться и делать, как говорится, красиво. В данный момент как раз-таки в Нидерландах люди, как говорится, из говна палку сделали в свое время. Они тоже после захвата фашистов сломались, голодомором болели, так сказать. Голодомор был у них. И после этого они поднялись, и огромной аграрной страной они стали. Везде у них, вот, видите, там тюльпанчики, мульпанчики, капуста, мапуста, блядь, все, броккольские капустички. Все растет, понимаете? Олар жирге үзін буйсындырған. Бізді жирге буйсындырға тиіспіз. Біз жирге қайтырға тиіспіз. Жир генә бізді ашатқан, жир генә бізді ашата, үскә дә күтәрә. И мы будем только вот через землю только подниматься. Поэтому суть в чем? Еще раз вернемся к тому тезису. Біздің жир біз үшін ең мөһим, кереклі, игтибар бере тұрған нәрсекей. Не нужно там искать деньги, не нужно искать там какие-то выгоды. Ищем увеличение земли,
захват земли, содрать эти все земли от Москвы. Вот наша задача. Нам больше ничего не интересно. Нам больше ничего не интересно. Нам нужно вернуть свои земли. Всем, бурятам, Кавказу, Саха, всем вернуть все земли. И потом еще одну фигню на днях услышал. Дичь, но я не стал отвечать. В Фейсбуке, вроде бы где-то наткнулся. Типа, там захватить хотят, тут захватить хотят, все забрать хотят. Короче говоря, какая-то дичь. То ли, Лига свободных наций загрузила, то ли кто-то загрузил в Фейсбуке такую хрень. Типа, 51-й штат Америки. Саха-Якутия, Бурятия, вот эта часть той страны японской, Приморского края, Дальнего Востока, и прям огромный кусок такой, там на карте, типа, Аляска, 50-й штат, а вот эта часть, 51-й штат Америки. Такую дичь выпустили. И там пошло-поехало, я тоже, думаю, что-то написал, не помню. Отвечу вот им тоже. Еще раз повторяюсь. Всю Россию, которую в данный момент, в каком полушарии она была захвачена от хозяев, так сказать, от бурят, от нас, как она была захвачена, она будет так и стоять, как она была. Никакому Китаю, никакому нахрен Монголии, ничего мы пока не будем ничего отдавать. Ни Японии, ничего не будем отдавать. Когда мы все это заберем, Аллах берса, когда мы все заберем, когда все Курултаи на Кавказе, в Поволжье, Бурятиях, везде соберутся все Курултаи, назначатся лидеры, вот тогда мы будем собираться. Иншаллах, надеюсь, мы тоже будем участвовать. Вот кто сейчас как говорится, ведет дискуссию. Мы будем участвовать живыми, иншаллах, вернемся после уничтожения Москвы. И будем говорить обо всем об этом. И сейчас хочу высказать, как оно должно быть. Все земли по истории, вот, допустим, Казахстан говорит, вот это Оренбург наш, какая-то часть. Ага, Башкортайта, ага, Куандык мой, Челябинск какая-то часть мой, остальное не мой. Вот такое будет деление. А не так, что вот это мое было, вот это твое было. История. По истории книги все поднять, все архивы поднять. После уничтожения Москвы все выяснится, если осталось там. По всем данным, по всем поднять всех ученых. Курултай собираться. Год будем решать, 2, 3, пока не решим, ничего никуда не уходит. Все стоит на своих местах. Каким образом? Это получается, начнем с Приморского края. Как я вам говорил, Приморский край нужно ради Аллаха подарить Японии. Не 51-й штат Америки, Америка вообще иди нахрен дырга. Америка безгах, не дай Аллах войдет в будущее, эту пидорасию, в будущую, пизда ему, Он да кертергя только ни американцев, никого, Никто нос не будет, Вот как сейчас в Сирии, никто не сует нос, Всех ебашит, Аль-Шара. Вот так же мы будем ебашить. Понимаете? Начиная от Ичкерии, заканчивая Саха-Якутия, Сахалина даже, Мы будем отвечать за это все. Особенно большое приложение, я вам говорю, прилагание, или как это, наша задача мусульман. Вот это мусульмане всего Кавказа, Поволжья, все мы гурьбой будем стоять за целостность этих земель. Вот когда мы дойдем до, так сказать, экстаза этого момента, придем, вот Шундагана будем распределением заниматься. В первую очередь разберемся с Казахстаном. Что, кого, что отдать. Мы с Игорь вообще, Та-та-та-та-та, разобрались. Башкорты довольны, татары довольны, все довольны, казахи довольны. Все, отдали, нарисовали. Отдали, что, там сразу, я не говорю, чтобы решетку поставить там и, как, Польша построила, 5-метровую хрень, Нет, ничего не будет, просто на карте. Ага, вот так карту рисуем. Нарисовали на карте, все открыто. Ничего не закрывается. Но на карте обязательно нарисовать Казахстан, Башкортостан. И тем самым указать, что эти земли
уже будут безграничные. Безграничные, как я вам говорил. До Афганистана пешком иди, никто тебя не трогает, никому ты нахрен не нужен, живи туда-сюда. Все, никакого гражданства не надо, ничего не надо. Башкирский паспорт, все, пошел. Казахский паспорт, пришел. Узбекский паспорт, пришел, ушел. Да хоть что делай, блядь. Открыто все. Даже открыто чем больше, чем в Европе. Даже больше, чем в Европе. Допустим, в Европе как-то так, есть какие-то проверочки. А у нас даже этого не должно быть. У нас этих проверок тоже вообще не должно быть никаких. Поэтому мы должны как сделать так, да, что на бумагах нарисовать, разобраться, а вот только потом разбираться уже с другими землями, бурятскими и Саха-Якутией. Почему? Потому что если мы туда не сунем свой нос, там реально отожмет Китай или Корея, КНДР, вот это чертовый, блядь, Ким Чен Ын, блядь, северная. Поэтому мы должны будем порешать за них тоже, потому что они будут слабы, мы все-таки будем помощнее, я вам говорю, и Шунаргам мы будем отвечать за них тоже. Никому ничего не будем отдавать. Отдаем только какую-то часть Приморья, тоже с договоренностью с бурятами, с тувинцами и с якутами, отдаем Приморье японцам. Каким образом, как я вам уже 1000 раз говорил, за привилегии. Поддержка нас оружием при захвате Москвы, поддержка нас в дальнейшем технологиями, дружеские отношения, братские отношения. В дальнейшем, вот как иногда видим ролики, тоже я загружал, мусульманские отношения. Может, иншаллах, рано или поздно мы до Японии, может, всех этих узкоглазых наших, так сказать, многобожников приведем в ислам. Как говорится, самое главное, как у нас говорят в народе, да, яхшы сүз, половина корова, да, или там хорошим словом ты даже инен, ну, с дырки, с норы, короче, даже змею можно вытащить хорошим словом. Вот поэтому как бы тут буряты и якуты в приход ислам это не проблема и это не потолок. Это не тупик, имеется в виду. Потому что Аллах Та'аля всемогущ, он любого приведет, приводил и будет приводить. Поэтому как бы здесь не нужно там нам делать какие-то, ну, так сказать, отмазки какие-то, что-то вот так. Поэтому если мы будем даже этим многобожникам помогать, ну, мы можем, как говорится, аджр ради Аллаха получить, и в то же время может рано или поздно какая-то их часть придет в ислам. Вот, с таким умыслом. Никакого давления, ничего не должно быть. Там, как узбека в Казани, принудительно маленького ребенка крестили, а мы уж точно не будем их приводить в ислам в принудительном виде. Как-то вот как-то так. Сори. Поэтому вот эти бы разговоры бы развивать, знаете, в общем понимании со всеми было бы больше, так сказать, притяжения народа, я думаю. Если бы в этих высказываниях участвовали 5, 10, 20, 30 человек, дискуссировали. Понимаете? А не так, что вот я в одно ебало дискуссирую с вами, а кем ишета, ничек бу распространяется без бельмибес. Понимаете? Бу биг аур нарсекей без очень бремя, так сказать. Вакыт теге безне үткән вакытлар бик теге кыен бара и авыр кешегә безне сүзләрне җиткезергә. Менә шулайрак дип уйлыйм мин. Идем дальше. Все, я поехал на СВО. 27 января в поселке Трудоармейский Правокопьевского округа Кемеровской области произошло нападение. Мужик зашел в магазин, ударил бабушку ножом и объявил, что отправляется на СВО. Поэтому ему ничего за это не будет. Нападавший раньше был судим за убийство. Вот он, русский мир, во всей красе, действительно аналогов в мире нет. Ну, само собой, мы его показывать не будем. Ну, короче говоря, замочил бабушку в Кемерово.
Вот примерно что-то такое, я вам тоже говорил об этом. Наверное, это, может, другое. Все уйдет на СВО. Это пипец просто. И именно вот таких СВОшников, которые останутся там в дальнейшем, пока мы зайдем, когда мы зайдем, неизвестно, за освобождение наших земель, вдруг там еще они будут. Этих СВОшников сразу на месте, блин, в тюрьму. Запихивать в тюрьму. Потому что они уже неизлечимы. Они нам нахрен не нужны в обществе. Пусть приносят, да, так сказать, какие-то выгоды в тюрьме, пусть работают, занимаются, как говорится, работой. И как это, тюрьму сделать нужно таким образом, не как в России гестаповской, а цивильной тюрьмой. Я уже об этом один раз говорил тоже в эфире. Цивильная тюрьма, вот в данный момент вы имеете в виду, это тюрьма. Вот я сейчас в камере нахожусь. Я сейчас в камере. И вот такая камера должна быть. Понимаете, да, смысл? И как бы все, видите, вот здесь бронеокно, вот здесь, видите, вот как бы, ну, шторка, короче, все. Видите, это камера. Внизу холодильник, короче, здесь чайник. Ну, явно, конечно, когда тюрьма этого нету, наверное, уж, потому что это больно офигительные вещи. А чайник должен быть, чайник есть. Чайник есть, холодильника не должно быть. Холодильник общий бывает, потому что в тюрьме кормят. А так вот это тюрьма. Видите, вот двухъярусная шконка, вот, вниз и вверх. Вот. Ну уж всю комнату я не буду показывать, потому что есть люди. Вот, примерно вот такая вот, это тюрьма, понимаете, да? Когда я вам говорю, что я в тюрьме, вы как бы вот, должны понимать, что за тюрьма это. Это вот реально тюрьма. Поэтому Башкортостан мен Татарстан Хуатканда посмотрите свои тюрьмы. Азиатские тюрьмы посмотрите. Кошмар же там. Там же повеситься можно в этих тюрьмах, блин. Просто от того, что это тюрьма, блин. От страха. Пещерный образ жизни, блин. Вот я так думаю, блядь. 21 век, а тюрьмы, как, я не знаю, блядь, во время ГУЛАГа. Как там Навальный, Повальный, все они. Где они сидели, блядь? В вот таких тюрьмах сидели. Там, конечно, ты тюбик заработаешь сразу за месяц, блядь. Поэтому человек, попадая в тюрьму, в будущем, Башкортостана и Татарстана, должен попадать не унизительное общество. Там не должно быть вот эти пальцы веером, блядь, раком поставлю, блядь, и унитазы чисти. И ничего не должно быть такого. Забыть узкий мир, забыть вот эту воровскую систему, уничтожить полностью это дерьмо, прошлое наше, полностью. Слова только могут остаться, блин, в каком-то диалекте русского мира. А так ничего не должно нас соприкасать вообще этим миром. А оно должно стереться. И в дальнейшем наши дети вообще даже не должны ощущать этого. Вот нәрсеге ынтылырга керек безгә. Мына безне ынтылулар бик күп, дуслар. Шу ынтылу дигәне ул син үзең өчен һәм киләчәк балаларың өчен син строишь свою страну. Понимаете, это у каждого должно быть, знаете, как гордость. Использоваться оно должно как гордостью. Вы должны гордитесь в эту тему. Вы должны гордиться этой самой идеей уже вы должны гордиться. И поэтому я прошу вас всех подключаться к этому. Потому что мындай идея сезгә гомерегездә бер мәртә киләчәк. Икенче мәртә может килмәскә дә. Потому что неизвестно, сколько ты же проживешь. Понимаете? Поэтому раз и навсегда решать мужские дела нужно вот таким образом. Не идти там, блин, мочить там за Путина кого-то там, невинных там украинцев, а заниматься конкретно своим делом. Наше дело это освобождение наших земель. Наши земли, как говорится, дороже, чем чужая идея. В чужой идее вы проигрываете только своими трупами. Вы ничего не выигрываете, вы ничего не забираете. Вы не забираете свои земли. Вы забираете как будто бы чьи-то земли, но они нахрен нам не нужны. Зачем эта серая земля Украины? Зачем она нужна вообще тебе, башкорту и татару, или там япу, или чеченцу? Зачем она нужна? У вас своя земля есть, блин. Когда говорят очкözлик, mana shu Putinni ochko'zligi mana shu narsaga olib kelganda hammani. Shu ochko'zlikdan chiqish kerak.
Очкözlükni, nafsni, блядь, укращать надо уметь. Надо эго свое укращать. Вот как вот тигра, там, львов, там, на цирке Мюнхгаузен. Вы вспоминаете? Там мультик Мюнхгаузен или чего-нибудь, так, что-то такое, мультики, блин. Укращают, да? Вот этот навс свой надо укротить. Научиться укращать свой навс. Понимаете? Вот если мы в дальнейшем посмотрим на свои какие-то действия Башкортостана, Татарстана, вот так, ну, просто даже вы, живя сейчас в Башкортостане, в Татарстане, вдруг меня услышите, вот вы живете, смотрите на будущее и так далее, и понимаете, что вы добились. Вы что-то добились? Да, вы можете сказать, да, у меня дом есть, все, есть машина, есть, все, я добился. Все. Это эгоистический вариант. Нәрсәгә? Син үзеңне, дәүләтеңне, азатлыгын син әле не добился? Син шуны добейся. Син бит ир кеше булып туылгансың бу дөньяга, ир кеше булып, значит, шул нәрсәне син дәвам кыл. Син шуны, как говорится, ничектер бер тәҗрибә ал шундан, блин. Я не знаю, вот как-то вот найди в силу духа в себе, чтобы ты понял это, что вот эта хрень у тебя еще как заноза в заднице стоит. Она стоит у нас у всех. Проблема это. Как где-то говорят, мушкельнес, мушкельнес. Какой язык, не знаю, фарси или как. Вот этот мушкель, проблема. Что мушкель было бы трашу БЗ. Проблема вот эта стоит у нас. Как немцы говорят, keine проблем. Keine проблем. Не keine проблем, вот именно, блядь, проблема в данный момент есть. Вот эта проблема, она, знаете, как в каком-то понимании, она должна каждого мужика Башкортостана и Татарстана и дальше всех уж не буду перечислять, в логике унижения. В логике унижения оно тебя должно держать. В прямом понимании. Мы униженные в данный момент. Вот эта унизанность, так сказать, униженность, да, ведь вот это же ниже плинтуса, да, мы сейчас находимся, вы должны это как-то в голове переварить и прийти к тому, что мы вот с этого унижения должны выйти. Наше унижение это, как говорится, Аллах Та'аламга бу ошамый бу нәрсә. Аллах Та'алам нәрсә әйтә ул? Коллуктан чыгыгыз дия. Кол булмагыз дия. Ул бит не зря безгә пайгамбарларны җибәргән. Ул әйткән, пайгамбарлар булачак, пайгамбарлар сез өчен булачак. Без өчен булган бит инде алар. Дәгъват безгә ясаганнар алар. Ә без дәгъватка игнор куябыз хәзер. Понимаете? Сезгә бит инде мин генә сөйләмим. Допустим, возьмем Ишмурат хәзрәт. Ишмурат абый. Безнең Башкортстаннан теге высший теге мәдрәсәләр бетергән. Миннән әз генә зуррак инде ул. Брат диик инде шулай. Даже ул сезгә бит инде әйтә үзенең эфирларында. Анарга да, кстати, бик әз утырасыз. Кирегез анарга да, поддерживайте его тоже. Человек же тырыша сез өчен. Илем бар, кешедә илем бар. Сезгә, понимаете, цепляться надо за веточку илема. Ну, сказать, блин, илем, за знание. Не в том понимании, что знание именно по исламу и так далее, далее. Нет, то, что он хотя бы говорит вам, доносит. Подобие меня, подобие Габасова и подобие всех. Мы все вам доносим. Мы носители той информации, которую вы, может, не хотите принимать себе, игнорируете это в себе. Куркасыз в каком-то понимании. Мына шуны сезгә без шәйнәп бирәбез. Курку монда булмаска тиеш. Башкорт белән татар бергә булып торып басса, 5000, 10000 кеше генә без җыйсак, 5000, 10000. Я всегда говорю, 5-10, да? Ну, конечно, можно и больше, разницы нету. Если мы это наберем, и мы, объединившись, станем и скажем, мы идем на Москву, 5-10 тысяч человек, Москва ляжет. Сразу ляжет. Вот она скажет, давай договариваться. Хуй-то там. Договор не будет.
Шуларга бізге оңларға керек, достар. Теге, бүлмәдә салқын. Түрмә булгач. Отопление юк монда. Вот. Что там? Темнота на улице. Шуларга, достар, бізге иман, само собой, укреплять надо. Но нам надо, самое главное, наверное, надо достичь, знаете чего? Внутреннего вот этого убирания своего эгоистичного «я». Вот если мы внутри уничтожим свое «я», как и, еще раз намекаю, на Габбасова и Айсина, Олук Шилер, Айсин особенно про ислам говорит и так далее, я бы вместо них бы вышел бы на связь со мной. Попробуйте сломать свое эго и выйти на связь со мной. Я вас, грубо говоря, на дуэль призываю. На, так сказать, дебатирование с вами на многие какие-то вопросы, которые вы еще не понесли, так сказать, своей ношей, так сказать, не ответили за это. Да хрена я вам накидаю вопросов. Шуларга сіз менге жауап беруге тиішсіз. Башқұртстан һәм Татарстан жауапкерлігі үшін, как это вот, за ответ башкиртов и татар. Вот за это вы должны, как говорится, расчехлиться, ответить, а не вести свои эфиры какие-то скучные порой иногда, блядь, уклоп китайцам, блядь. Особенно у Айсена вообще уснуть можно, блядь. Тихо еще говорит он, блядь. Поэтому, когда идет одно и то же, допустим, мировая система, мировая геополитика и так далее, она уже отводит нас от нашего дела. Поэтому наше сплочение дало бы, я считаю, колоссальное движение, что народ, который даже нас не слышал, захотел бы послушать. Почему? Потому что одна голова лучше, 2-3 еще лучше будет. И у нас будет рубрика именно дебатов. Почему? Потому что мы вроде бы идем по одной волне. Вот, я их слушаю, может меня кто-то слушает, я не знаю. И кто должен сравнивать. И мы понимаем, кто что говорит. И когда мы все вместе уже выйдем, вот тогда будет колоссальное сравнение. Кто что говорил и как от него выходят ответы. А не так, что я как будто бы разговариваю, как всегда, мне же пишут, прикалываются, что ты сам с собой разговариваешь, что ли? Вот как-то вот так выходит, мне разговор выходит. Нет, я сам с собой не разговариваю, я веду эфир. Но они же не могут понимать. Вот, принципиально сегодня нарочно я полистал YouTube. Вот появилось время, полистал YouTube. Вот так листаю, блин, люди сидят, я не знаю, что он ведет там. Люди сидят, по 600 человек сидят. Он какую-то дичь он несет там, непонятно. 600, 300 человек сидят, 500 человек, блин. Что он там делает? Где-то что-то жрет, блядь, что-то делает. Полуголые, блядь. Непонятно, что-то делает. Там столько людей сидят. Я не понял, что они там сидят. И ведь они строчат, что-то строчат, блядь. Просто я охренел. А что же они там сидят, блядь? Людям до такой степени похрен в этом мире, оказывается, что для них независимость Башкортостана и Татарстана не нужна, блядь. Неинтересно. Чтобы вот это хотя бы не нужно, неинтересно уже потихоньку исчезало, люди начали интересоваться, а не как, что, блядь, слушай, Габбасова там нарисуй там, нарисуй тут, блядь, мозга канифолят всем людям. Бізге нужно объединяться. Объединяться, свое высокомерие, кутыгызга тығып қойғыз нахуй, шығыз, блядь, сөйләшірге, блядь, мужик болсағыз, блядь. Жүз айттым сізге, блядь, анчадан бері айтам бетенді сізге, блядь, неше уақыт өтті, блядь, айтам мен сізге. Потом уже в наши действия будем добавлять других чеченцев, дагестанцев, будем добавлять всех, кто будет желать. Понимаете, вот как-то так. Дебатирование именно с оглаской того, что мы объединились. Понимаете? Они, блядь, не захавали друг друга, как вот эти, блядь, навальнисты, ходорковские и всякие Каразамурза, блядь, кацлар, блядь. Понимаете? Вот к чему я подвожу. И смотря на них, самый мелкий я среди них. По возрастам, если уж на то пошло, блядь. Мне 40 лет всего лишь. А им вроде постарше они, блядь.
Айсин вроде я где-то видел 80-го года. Габбасов я не знаю. Может, меньше, что-то такое. Ну вот. Младше, грубо скажем, младше моих сестер. Айсин. Как-то так. Младше моих зятей. Шунарга, туганар, такая вот тема. Идем дальше. Почему нужно говорить Башкортостан, а не Башкирия? Батыр Талпар пишет. Поэтому практически использование названий стран становится вариативным, а значит легко поддается манипуляции в политических целях. Самый частый, например, когда бывшая метрополия или другой властный территориальный субъект отказывается признать название нового независимого государства. Питер Джордан отмечает, что интенсивное и демонстративное использование исторических этнонимов, которые больше не применяются внутри страны и стали экзонимами, может быть политически мотивированным. Другие государства, публичные деятели, используя устаревшие названия, часто выражают политические претензии, демонстрируют политическую ностальгию по утраченной власти или культурное доминирование. Ну вот, как-то так, короче, он где-то копирнул вроде бы. Депортированным, идем дальше, депортированным из россиянам опять вручили повестки в аэропорту. Вот пиздец. Вечером 26 января в московском аэропорту Домодедово приземлился очередной самолет, на котором привезли депортированных из Америки россиян. На борту их было 40-50 человек. Родственница одного из прибывших рассказала, что ее близко допрашивали около 3 часов. О, пиздец же это. Меня тоже так допрашивали Шереметьево один раз. После допроса всем мужчинам вручили повестки в военкомат. Конечно, ситуация с повестками была на предыдущем такой же рейсе в начале декабря. Ну все, они под гребенку пойдут. Если еще на них что-то найдут, это уже пиздец будет. Поэтому, туганар, максимально оттуда бегите. Нехер там жить. Я вам говорю, там нехер делать. Вы там просто просираете, так сказать, свою странную какую-то жизнь. Охренеть. Интернет куда-то делся. Здесь есть, а вот здесь пропал. Офигеть просто. Прикинь, у тебя интернет тут не ловит. Пропал. Ага. Да. Может, дверь откроем? Дверь надо открыть. Да нет, полностью пропал. Перезагрузка идет. Да, писец. Ну ладно, пока здесь открыто. Ну, ТикТок вырубился, короче, пока. Ну как, ну, стоит он, но он все не фурычит. Ютуб на месте. 3 Б готовится к обороне от солдат НАТО. Ну, вот видите, детям в школе, я в жизни, в детстве не видел в Узбекистане автомат. А сейчас 3-классник автомат держит. Ну это же пиздец, блядь. Точнее, блядь, 3-класснику показывают автомат. Ну это деградация. Получается, Хазар, да, с 3 лет готовит убийц. Потом вот к 15 годам он выходит, блядь, с ножом и убивает этого таджика. Еще кого-нибудь убивает. Вот это дичь. И это, я считаю, блин, в нормальной мусульманской стране это категорически должно запрещаться. Никакие, блядь, ножи, блядь, еще что-то, блядь, какие-то инструменты, так сказать, по убийству людей не должно быть вообще в голове детей. Башкортостан, Татарстан, да, Дагестан, Ичкерия и так далее. Везде одинаково должна быть система. Дети расти должны в дружном, красивом состоянии. Мы же вроде выросли в нормальном состоянии, хоть и СССР был. Не было такого безобразия. А сейчас вообще рамки потеряли свои, блядь, уроды.
Тут фото не загрузишь. Глядя на то, что происходит во многих странах, в том числе в США, понимая, что власть перестала бояться народного восстания. И от этого начала наглеть. О, вот, да. Власть не боится, бля. А как власть-то испугать, если вы сами трусы? Как пугать, вот, допустим, я же всегда говорю, что ногами бір үзем. Я же один, я не могу. Один, как я пойду? Че, меня кто-то испугается, что ли? Че я, урод, что ли, или я не знаю, блядь, страшно, или че я, блин. Поэтому напугать, так сказать. О, пришел интернет, блин. Прям такой большой, да, появился? Да, Антенна. Значит, научились перезагружать, что ли, его? скорее всего. Дебилы. Конечно, надо перезагружать. Ну, тогда уж сейчас я выйду с третьего ТикТока. Сейчас, секунду. Порно-де. Глюканул, короче. Выйду с другого ТикТока. Может, там будет люди. А тут, думаю, людей не вижу. Куда люди думают, если интернета нет? Конечно, ничего нет. Так. В 1640-х годы в Британии отряды железнобоких кирасиров Кромвеля свергли короля, который возомнил себя правителем выше бога, и казнили его прямо перед банкетным залом Уайтхолл в Лондоне. Позже монархию восстановили, но короли в Британии всегда помнили, что их голова держится на плечах точно так же, как голова простого крестьянина. Новый король Карл II просто трясся, проезжая в карете возле бывших ветеранов железнобоких, которые никогда не снимали шляпу перед королевским кортежем. Охренеть. Ну, когда мы так шороху наведем? Когда вот соберемся и отрежем голову Путину, там еще кому-нибудь? Когда мы уже будем это делать? Сколько можно это уже терпеть? Если даже англичане могли это сделать. Кафиры это сделали, блядь. А мы, как мусульмане, чего не можем сделать, а? Вот порой думаю, да, блядь, мне кажется, мы развели народ после коммунизма полных быдло общества, блядь. Мы вырастили быдло общества, блядь. И мы тоже живем в этом быдло обществе, которому похуй, чё там, мы, блядь. Заметьте, вот сколько людей просто так сидят, блядь, Башкортостане, Татарстане. Просто так. Даже не в Алсыново дело, сори. Просто сидят люди, которые, ну, попали под какую-то раздачу. Представьте, а как вот с такими людьми что-то делать? Если они просто под раздачу попали и сели. И никто не вякнуть не может, ничего не может делать. Да, посадили меня, все, да, сижу. Согласны этим. А если возьмем Алсынова, ну там вообще 80 посадили, все заткнулись. Никто сейчас даже не скажет, Алсынов, не-не, я его не знаю. Не-не-не, мне не говори, я не знаю его. Вот так, наверное, отвечает внутри. Сейчас я тупойский этот телефон. Сейчас ТикТок перезагружу. Интернет пропал и глюканул. Kardeşimge bir taklifim var. Eğer razı bo'lsalar, kabul ederlerse kardeşime bir Там, блин, голос Мирзияева. Куда он приперся? teklifim olacak. Ben o'zim bilan Andijon viloyatini hokimini olib kelganman. Andijon viloyati valimizni getirdim kendimle. Hamma hokimlar tashrifda kutib turibdi. Navruz bayramini Xitoyda O'zbekiston С Андижана какого-то Хакима привез. Чего он привез-то? Чепот. It's a
Ладно, сейчас... Участник СВО взял, бывший участник СВО взял в заложники женщину и убил ее. Меня уже несколько дней, пару недель, уже не отпускает мысль одна, которую мне признавать очень тяжело. Мне как гуманисту, да, я это скажу, мне очень тяжело признавать эту мысль, и это на самом деле просто ад, осознавать это. Но огромному количеству женщин скорее повезет, если ее муж не вернется со СВО. Я думаю, вы понимаете, почему. Пиздец, охуеть. Поняли, да? После убийства она сидит, плачет, блядь. Наши мальчики, не возвращайтесь. Все. А я вам же говорил 1000 раз уже, блядь, в своих других эфирах. Моя вторая жена что сделала, блядь? Говорит, ты едь туда, говорит. Ты же что, не патриот, что ли? Вот так она меня хотела отправить, блядь. Вот как можно с ней жить, блядь? Ну, опять ей повезло, блядь. Меня рядом нету. Наверное, пиздюлей дал бы, наверное. Я не знаю, что-то сделал бы с ней, блядь. Аллах Та'алям опять спас меня. Я здесь. Первое, это в таком же эквиваленте, только ушла, блядь, рога наставила. А вторая вот так променяла меня за армию, так сказать, блядь. Путинососка, блядь. И меня, как, я не знаю, блин, из Башкортостана, и как-то, блин, я не так, блядь, воспитан, блядь, сменить, блядь, так сказать, блядь, как в каком-то хадисе тоже говорится, за кусочек пизды, так сказать, блядь, свое я, мужское я сменить за это, блядь, как у нас в Узбекистане говорят, мусоркадан мен өзімі топмаганмын, из мусорки я себя не нашел, блядь, как говорится, вот как-то так, блин. Поэтому, туғанлар, не будьте, как говорится, быдлой, не будьте быдло народом. Уже нешіктір өзіңізді яратыңыз. Башқұрт башқұртны яратсын, татар татары яратсын, екеуіңіз бір-біріңізді яратыңыз. Мына яратыңыз өзіңізді. Өзіңізді яратсаңыз ғана сіз тірі қаласыз. Сіз қазір өзіңізді яратмайсыз. Өзіңізді яратмағаш, сіз за Путина дохнете. Понимаете? Вы сами себя, сами себе лжете. Сами себя вы кидаете, так сказать, блядь. Наебываете ради денег. Это, я считаю, это, беспредел конкретный. Для своего, так сказать, не организма, для своего тела это беспредел. Я так считаю. Так, это 2,5 часа. Сейчас я закрою, еще раз выйду. Постойте-ка.